Разрешите вас поприветствовать на втором дне нашей конференции «Национальное достояние России», которая посвящена 90-летию Бурятскому государственному университету. Вы знаете, что он создан из 3 учебных заведений, поэтому отмечаем юбилей старейшего. Сначала был Бурятский государственный педагогический институт, потом путем слияния филиала Новосибирского госуниверситета и нашего университета получился Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. Этот год очень знаменательный, потому что в этом году отмечается еще 200 лет первому бурятскому ученому в европейском мире, да, где оценили его труды Доржи Банзарова. И в этом году год такой знаменательный, да, для нашего университета. В условиях вот такой непонятной ситуации, пандемии, ковида, омикрона и других болезней. Вот мы 2-й год уже проводим наши мероприятия в Zoom. В этом году удивительно, но оно собрало очень много людей. Вчера перед секцией у нас были небольшие такие сбои технические, которые были связаны с тем, что Zoom принимает только 100 человек, а мы не учили экспертов, не учили учителей. Вот это, конечно, вчера такая маленькая у нас неразбериха получилась, но я думаю, все решили. Мне очень понравилась вот секция медицины, которые молча ждали эти ребята, за секунду переместились в другое пространство. То есть для вас это, видимо, для школьника достаточно очень интересно. Поэтому, если есть возможность, ребята, подключите, пожалуйста, камеры, потому что вам же тоже важно, чтобы мы вас увидели в лицо, чтобы потом можно было на улице встретить и узнать. А то вот я, например, мы вчера уже говорили, что нашей конференции 15 лет, и очень многих школьников, которые принимали участие в этих конференциях, а потом поступили к нам в Бурятский государственный университет, я узнаю, мы их очень активно поддерживаем. Они делают хорошую карьеру в нашем университете. Вот один из участников НДР, который к нам пришел в 7 классе, и сейчас является председателем студенческого профсоюза всего Бурятского государственного университета. Да? Поэтому это тоже очень важно. Я думаю, что, как говорил Юлий Цезарь, да? Или кто говорил? Юлий Цезарь, Владимир Александрович поддержит, лучше быть первым в Галлии, чем последним в Риме. Да? Поэтому лучше, я тоже думаю, что у нас в Республике Бурятия можно сделать очень хорошую карьеру, если у вас, если как вчера вот вам прокачала же мозги маленько Валентина Викторовна, да, поэтому вот в этом тоже надо думать всегда, переживать. И вот я все время хочу сказать о том, что наша конференция – это не только проверка ваших возможностей, но и возможность услышать что-то новое, сориентировать себя, посмотреть на окружающий мир другими глазами и, может быть, сравнить себя с другими тоже. В этом очень важно. Поэтому у нас очень много образовательных частей программы. Я вот благодарна Владимиру Александровичу Родионову, доктору политических наук, директору Восточного института Бурятского государственного университета, самого такого, будем говорить, института, где учатся представители не только Бурятии, там со всей Российской Федерации учатся, потому что там языки, восточный мир изучается, это очень интересно и по другую сторону Урала, да, и поэтому очень благодарна Владимиру Александровичу Родионову, что он нашел время в субботу прийти к вам, дорогие школьники, поэтому разрешите начать профессорский час. Слово еще раз предоставляется доктору политических наук, профессору, будущему Владимиру Александровичу Родионову, директору Восточного института. Пожалуйста, Владимир Александрович, вам сделать демонстрацию экрана, да? Да, пожалуйста, разрешение мне. Нет, у меня есть уже оно. Все, я сейчас выведу на экран. Угу. Хорошо. Так, перед тем, пока я вывожу на экран, я просто хотел бы поблагодарить Марину Геннадьевну Царевну за представление меня и Восточного института. Я хотел бы воспользоваться случаем и всех участников сегодняшнего мероприятия. Во-первых, поздравить с вашими нынешними и будущими успехами. Во-вторых, конечно, проагитировать несколько, если у вас есть интерес к Востоку, к языкам, китайский, корейский, монгольский, японский, то милости просим по окончанию школы поступайте в Восточный институт Бурятского госуниверситета. Тема у нас сегодня самая, что ни есть, востоковедная. Секунду. Сегодня мы поговорим о важном событии, точнее, даже не событии, а явлении, а именно отношении нашей страны, России, с одним из ближайших соседей,
ну, к нам, жителям Бурятии, это самый ближайший сосед из зарубежных стран, то есть Монголии. Презентацию не видно. Не видно, да? Видно, все нормально. Сейчас видно, Видно, ага, да? все, А, все, Владимир Александрович, отлично. видно. Ага. Отлично. Угу. Главное, чтобы она двигалась. Подожди, теперь у тебя нет. Теперь мы видим, Владимир Александрович, сразу два слайда, то есть мы видим твой вообще экран. А ты нам сделай, чтобы была твой слайд виден. Там надо F5 что-то нажать. Сейчас видно? Сейчас видно. Угу. Сейчас все нормально, да? Вот только попробуй переместить. Переместить что? Ну, слайд переместить. Так, все перемещается, все. Верни назад, начинай. Извините, пожалуйста. Итак, значит, тема моего небольшого доклада сегодня перед вами. Россия и Монголия, вечные соседи и надежные друзья. Почему именно так я назвал? Да? Вечные соседи и надежные друзья. Насчет соседства вопрос особого, я думаю, ни у кого не возникает. У нас общая граница, причем одна из самых протяженных границ, которые есть у России с зарубежными странами. Ну, а надежные друзья, вот об этом я более подробно хотел бы поговорить. Почему действительно и в нашей стране, и, что самое, наверное, важное сейчас, в Монголии отношение к соседу очень благоприятное, дружеское. И если вы приедете в Монголию, то большинство жителей этой страны, безусловно, назовет нашу страну, Россию, и жителей друзьями, верными товарищами, на которых всегда можно положиться. Ну, вот я надеюсь, что и жители нашей страны, России, будут с годами больше знать об этой стране, потому что знать о ней нужно, полезно и перспективно. Ну, буквально справочно, да, кто вдруг забыл, хотя я думаю, все вы люди образованные, разбирающиеся в географии, можно увидеть на карте, где расположена Монголия и, соответственно, по отношению к России, да, насколько она близка или далека. В данном случае, конечно, близка. Напомню, что Монголия страна, чье местоположение довольно уникально, в том смысле, что она имеет общую границу только с двумя странами мира. Это Россия на севере, а со всех остальных сторон, то есть с юга, востока и запада, это Китай, Китайская Народная Республика. Страна, как вы видите, глубоко расположена в континенте, то есть не имеет выхода к морям и океанам. То есть в данном случае это сугубо континентальная страна. В этом есть для нее и плюсы, конечно, и минусы. В прошлый год, буквально недавно закончившийся, 21-й, был ознаменован важнейшей датой и соответствующими событиями. Именно в прошлом году между нашими странами было мероприятие, связанное со столетием установления дипломатических отношений. То есть так получилось, что 100 лет назад между Россией и Монголией впервые на официальном уровне были установлены отношения официального характера или дипломатического характера. Говорит ли это о том, что только 100 лет назад Россия узнала Монголию, а Монголия Россию? Конечно, нет. То есть история отношений, реальных отношений между нашими странами, она уходит своими корнями вглубь истории. То есть можно здесь вспомнить и период, когда русские казаки вышли в Восточную Сибирь и непосредственно соприкоснулись с владениями монгольских ханов. А можно еще дальше углубиться, когда в XIII веке Монгольская империя была создана, и Россия, или тогда Русь, еще русские земли, стали, скажем так, частью влияния Монгольской империи, то, что нередко в истории называется монгольское нашествие, да, и последовавшее за этим монгольское иго. То есть характер и глубина отношений, они очень богаты между Россией и Монголией, но мы сегодня, вот в нашей сегодняшней лекции, все-таки основной акцент, основное внимание сосредоточим на современном этапе, то есть прошлый 20 век, начало 21-го. Почему? Потому что это все-таки ближе к нам, это имеет отношение к нашему сегодняшнему дню и, конечно, в какой-то мере будет влиять на будущее. На данный момент, я просто, опять же, справочно напоминаю, между Россией и Монголией установлены отношения, которые характеризуются как всестороннее стратегическое партнерство. Вот перед вами
момент, когда нынешний президент Монголии Ухнагин Хурулсух совершил официальный визит в конце 2021 года в Россию, где провел переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным в Москве. Говоря об истории, давайте вспомним, что именно век назад Монголия была страной, которая отчаянно боролась за независимость. Так получилось, что до этого монголы несколько веков были зависимой страной. Они зависели от соседнего Китая. Но если быть более точным, это был не Китай, это была Манчжурская империя Цин, которая владела и Китаем, и Монголией. И вот так сложилось, что в начале 20 века условия созрели, и монголы стали активно бороться за независимость. И вот в этой борьбе огромную роль монголам оказала Советская Россия. Вот перед вами знаменитый портрет, на котором ведутся переговоры между лидером Советской России Владимиром Ильичем Лениным и лидером монгольской революции, движения за независимость, Дамдины Сухобатором. Вот у нас жители Улан-Удэ, наверное, знают, у нас есть в городе улица, названная в честь монгольского героя, улица Сухобатора. Вот. Именно на этих переговорах и было решено, что Советская Россия признает независимость Монголии, а Монголия, соответственно, признает Советскую Россию. Помните, ситуация была там тоже непростая. Было время, когда страны Запада не хотели признавать пришедших к власти большевиков и новую Советскую Россию. Вот Монголия была одной из первых стран, которая признала правительство Ленина. И в дальнейшем история показала, что между нашими странами действительно отношения крайне близкие, дружественные и союзные. Все вы слышали, я уверен, о знаменитых боях на реке Халхингол, которые активно празднуются как у нас в стране, так и в Монголии. И вот именно в этих боях, когда Япония напала на Монголию, перешла границу в районе реки Халхингол, страной, которая пришла на помощь буквально тут же, оказала всестороннюю военную поддержку, была Россия, Советский Союз в данном случае. И вот перед вами знаменитые фотографии с тех лет. Это советский и монгольский воин, а также те, кто руководил военной операцией. Это справа на фотографии Георгий Константинович Жуков, знаменитый маршал Победы, и лидер Монгольской Народной Республики в центре Хорлогин Чайбалсан. Вот они во время боевых действий сфотографированы. В современной Монголии память о советско-монгольском военном сотрудничестве чтут и помнят. И вот перед вами памятники из Улан-Батора. Это вот слева памятник Жукову, который монголы тщательно оберегают, охраняют и каждый год почести отдают. Вы, наверное, слышали, что в некоторых странах Восточной Европы к советским памятникам относятся не столь хорошо, а некоторые даже просто сносят их. Это становится причиной конфликтов между Россией и этими странами. Но вот в этом смысле Монголия абсолютно другой пример. Да? Страна, которая чтит прошлое свое и отношения с Советским Союзом. А справа на фотографии видите очень популярное в Монголии место, особенно среди монгольской молодежи, выпускников школ, университетов, молодожен. Это место находится в верхней части, скажем так, Улан-Батора, на горе, Зайсан называется, где все это обрамляет знаменитый комплекс или комплекс памятников, посвященный, опять же, советско-монгольскому боевому братству. Но не только в войне и с оружием в руках Россия и Монголия дружили. Советский Союз сделал большой вклад в экономику Монголии. Вот перед вами знаменитый комбинат Эрдэнэт. Это комбинат, который был построен при помощи нашей страны, нашими специалистами. Он занимается добычей меди, он действует по сей день и до сих пор является одним из крупнейших в Азии по добыче меди. Достаточно сказать, что 20% государственного бюджета современной Монголии формируется за счет доходов данного комбината. Еще один пример экономического сотрудничества между нашими странами – это создание железной дороги. В Монголии железные дороги появились только в 20 веке, и нетрудно догадаться, что построены они были также при помощи советской стороны, советскими специалистами. Была создана Улан-Баторская железная дорога. Она соединяет на севере Монголию с Россией, а на юге, соответственно, с Китаем. Это совместное предприятие, то есть 50% акций у нашей страны, 50% у Монголии. Ну и понятно, что весь подвижной состав, вагоны,
локомотивы, стандарт колеи железной дороги – это все российское. Ну, то есть все, что у нас есть, то и, соответственно, в соседней Монголии. Город Улан-Батор, столица Монголии. Я думаю, некоторые из вас, может быть, даже были там, успели побывать до пандемийных ограничений. Так вот, я здесь хотел сказать, что как город, именно как большой мегаполис по монгольским меркам, он возник только в 20 веке. И перед вами просто две картинки, которые показывают, что было и что в итоге стало, или к чему Монголия в 20 веке пришла. То есть в начале века это был крайне небольшой населенный пункт, он назывался Урга. Каменных домов там было крайне мало, в основном это были юрты или деревянные здания. А вот уже к 70-м годам 20 века при помощи советских строителей, инженеров, Улан-Батор действительно стал современным, красивым и развитым по тем временам городом, да, с неплохой инфраструктурой. И если вы сейчас, например, приедете в Улан-Батор, он, конечно, изменился с тех пор, появились более современные дома, но многие микрорайоны в Улан-Баторе по-прежнему построенные по советскому типу, напоминают наши привычные нам российские города. Пятиэтажки, да, панельные дома. Все это было построено по советским технологиям. В науке между Монголией и Советским Союзом активно сотрудничество также развивалось. И вот, наверное, пиком этого сотрудничества стал совместный полет в космос. Вот в прошлом году была еще одна крупная дата юбилейная, 40 лет, когда совместно с советским космонавтом Владимиром Александровичем Джанибековым, вот он на фотографии, полетел монгольский космонавт Жукдер Демидин Гуракча. Это был первый и пока на данный момент последний монгол, который непосредственно побывал в космосе. Чем еще интересна история? Тем, что во главе Монголии долгие годы, в период Советского Союза, стоял человек по имени Юмджагин Цидунбал. Это был лидер Монгольской Народной Республики, а его супругой была гражданка Советского Союза Анастасия Ивановна Филатова. То есть это на самом деле редкость, когда глава иностранного государства глава государства имеет в качестве жены иностранку. Да? Вот Монголия была такой страной. И вот отдельная история, да, как они познакомились и почему именно Цидунбал взял в жены советскую гражданку, но тоже уникальный во многом факт, интересный факт. И скажу, что их потомки, их дети, внуки живут и здравствуют. И вот внучка, например, Цидунбала живет в Москве постоянно. Закончила не так давно Московский госуниверситет, Институт стран Азии и Африки. Ну, в целом, подводя итог истории, скажем, да, что фраза о дружбе между Россией и Монголией – это был не пустой звук. Действительно, это были братские отношения, где, по словам монголов, Россия выступала старшим братом, да, или по-монгольски, по-бурятски ахэ. Да. Соответственно, Монголия выступала младшим братом, да, или ду. И это был знак большого уважения, да, со стороны монголов, монгольского населения. Между тем, время, как вы знаете, не стоит на месте. Произошли в последние десятилетия значительные изменения. Распался Советский Союз. Идеология социализма, коммунизма перестала быть господствующей как у нас в стране, так и в Монголии. Начались новые времена. И, конечно, это не могло не сказаться в целом на отношениях. То есть они стали, скажем так, может быть, пусть не столь тесными, как раньше, да, но при этом дружественные и добрососедские они остались. Дружественными и добрососедскими они остались. Вот давайте об этом поговорим. Да, что сейчас у нас происходит между странами. Давайте скажем так. В Монголии, может быть, как ни в одной другой стране, из тех, которые граничат с Россией, крайне популярна фигура нынешнего президента России Владимира Владимировича Путина. Почему? Это тоже другой вопрос, да, об этом можно отдельно поговорить, но есть факт. Многие монголы Путина уважают, а многие монгольские политики Путину подражают. Вот перед вами, например, предвыборный билборд кандидатов в президенты Монголии на выборах 2017 года, когда в качестве фразы была помещена следующая. Да, президент как Путин. Ну, если переводить с монгольского, фраза звучит президент как Путин. Ну, то есть
кандидат, в данном случае это Баттулга, который победил на этих выборах, он себя позиционировал как такой аналог, монгольский аналог Путина, вот такого сильного волевого президента. Другой пример подражания. Вот перед вами две фотографии, на которых изображен ныне действующий президент Монголии Хурилсух, который был замечен вот в подобных вещах, то есть вот на охоту, да, на природу выезжал, и многие сказали, что вот он чуть ли не, как говоря современным языком, косплеит российского президента, подражает ему. Ну, на самом деле там гораздо больше подобных фотографий, я вот самые яркие и известные поместил здесь. Вот. Почему, да, возникает вопрос, почему монгольские политики таким образом выражают, скажем, свои симпатии к главе российского государства? Это, наверное, все-таки связано не только с самим Путиным, сколько с образом России, который по-прежнему господствует в монгольском обществе и который постоянно поддерживается. Ну, давайте посмотрим на цифры. Перед вами данные социологических опросов, которые проводятся в Монголии каждый год, причем монгольской фирмой, компанией самой популярной, самой авторитетной в сфере социологии, общественного мнения. И на вопрос о том, какая страна является лучшим партнером для Монголии, как вы видите, львиная доля респондентов постоянно называет Россию, да, из года в год. То есть в целом цифры эти не меняются, даже где-то, может быть, имеет тенденцию к росту, да, в последние годы. Это очень заметно на фоне того, что другие страны, например, такие как Китай, еще один сосед Монголии, или страны, с которыми Монголия развивает активные отношения, Южная Корея, США, Япония, Европейский Союз, они не столь, скажем так, да, популярны по сравнению с Россией, именно в качестве лучшего партнера. Еще один вопрос, который также был задан респондентам в ходе исследования: с гражданами какой страны монголы лучше общаются и сотрудничают. Здесь мы тоже видим, что наша страна, наши граждане занимают первое место, опережая всех остальных. Чем Россия сейчас, скажем так, может заинтересовать Монголию? В какую сферу монголы больше всего тянутся, да, говоря о России? Ну, это, конечно, образование. Напомню вам, что в период существования Советского Союза огромная часть монгольских граждан в разные годы получили высшее образование в нашей стране. То есть они учились в Москве, в Ленинграде, в Улан-Удэ, в Иркутске, в других городах. И, естественно, прекрасно владели русским языком. С распадом СССР ситуация несколько изменилась. То есть монголов появился выбор, ехать в какую страну ехать и где получать высшее образование. Многие монголы поехали в Китай, в Америку, в Австралию, в Японию. Но по-прежнему большой сегмент монгольского общества заинтересован в получении высшего образования в нашей стране. И вот перед вами еще одна табличка, которая показывает, что в последние годы наша страна, Россия, постоянно увеличивает квоту, то есть количество мест, которые могут занять монгольские граждане и обучаться за счет российской стороны. То есть вот последняя цифра – это 550 мест, которые Россия предоставляет монголам. Это только именно за счет России. При том, что есть монголы, которые учатся в нашей стране за свой счет. Да? То есть они оплачивают из своего семейного бюджета за обучение, потому что видят интерес. Точнее, у них есть интерес в получении российского образования. Ну, в частности, в нашем Бурятском госуниверситете также регулярно получают образование граждане Монголии. Целое есть сообщество монгольских студентов Бурятского госуниверситета. Ну, было бы, наверное, неправильно сказать, что сейчас все хорошо, все прекрасно и никаких проблем нет. Конечно, проблемы есть. Да? И вот как раз изучая современные отношения с Монголией, мы можем попытаться их как-то решить. Да? То есть заглянуть в будущее. И вот какие проблемы. Первое, конечно, это торговля. В период Советского Союза наша страна была крупнейшим торговым партнером Монголии. То есть монголы почти все у нас покупали, и, соответственно, мы покупали все возможное у монголов. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас основным внешним торговым партнером Монголии является Китай. Вот на этом слайде вы видите вот то, что тут мелко, да, написано, но можно разглядеть, да, что такое цвет КНР, как его назвать-то, такой серый, да, серый,
какого другого оттенка. Но, в общем, львиная доля вот этой круговой диаграммы – это доля Китая во внешней торговле Монголии, то есть это более половины. Доля России по итогам 2020 года всего лишь 12,5%. Это, безусловно, мало. И монголов это очень беспокоит, потому что они не хотят зависимыми быть только от Китая в торговле, они хотят развивать отношения с другими странами, включая Россию. Вот. Но на данный момент это проблема, которую, возможно, в будущем придется решать, и в том числе, может быть, кому-то из вас, кто серьезно займется вопросами экономики, в том числе на азиатском направлении. Еще одна проблема – проблема русского языка в Монголии. Тоже здесь напомню, что в период СССР все монголы, имеющие высшее образование, то есть те, кого можно было назвать элитой монгольской, все владели русским языком. Причем не просто владели, а владели в буквальном смысле в совершенстве. Да? То есть бегло разговаривали на русском языке. Русский язык был основным иностранным языком в Монголии. Сейчас ситуация значительно изменилась. Вот на этих двух, на одной диаграмме и на одной таблице вы видите цифры, которые показывают, что позиции русского языка в Монголии несколько пошатнулись. Ну, давайте, тут на английском написано, я просто переведу, кто не знает. Вот диаграмма написана, да, какой язык в качестве дополнительного, помимо родного монгольского, вы используете, да, на ком говорите. Вот видно, да, что английский из опрошенных 42%, а русский 17%. То есть русский, с одной стороны, занимает почетное второе место среди иностранных языков Монголии, но в то же время очень сильно отстает от английского по популярности среди монголов. И табличные данные. Это был опрос, произведенный в двух популярных в Монголии сетях социальных, Facebook и Twitter. Нельзя сказать, что это прямо такой релевантный опрос, потому что, вы понимаете, да, не все далеко сидят в Фейсбуках и Твиттерах, да, но определенную картину эти цифры все равно нам описывают. Да. В частности, мы видим, что в зависимости от того или иного поколения использование русского языка, вот написан, да, вопрос, да, используете ли вы русский язык, точнее, если вы используете русский язык, к какому поколению вы принадлежите. Мы видим, да, что поколение эпохи социализма, 60-е годы, 70-е, 80-е активно используют русский язык. Да, вот, например, 80-ников почти половина, да, используют русский язык. А вот дальше 90-е, особенно 2000-е, резкий спад идет. Да? То есть вот ваши сверстники монгольские, многие в большинстве своем русский не знают и не учат его. Вот, то есть, скорее всего, приоритет отдавая английскому языку. Вот. Но говорит ли о том, что русский язык в Монголии не востребован? Конечно, нет. Те проекты, а мы чуть позже о них поговорим еще с вами, в экономике, в торговле, которые есть между Россией и Монголией, они, безусловно, так или иначе будут способствовать востребованности русского языка среди монголов. В современной Монголии действует около десятка школ, где образование ведется либо на русском языке, либо с углубленным изучением русского языка. То есть потребность в этом, безусловно, есть. Но другое дело, что России, как великой державе, необходимо предпринимать, наверное, более решительные шаги в деле популяризации русского языка, в том числе в Монголии. Еще один момент, который нужно вам понимать. Современная Монголия – страна, которая проводит, как бы сейчас сказали, многовекторную политику. То есть она предпочитает дружить не только с одной страной, с Россией, но и с рядом других. Вот, в частности, свои интересы в Монголии имеет и Китай, безусловно, и страны, которые, скажем так, не имеют общей границы с Монголией, но при этом интересы свои постоянно отстаивают в Монголии. Ну, в частности, это Соединенные Штаты Америки. Вот перед вами слайд, на котором образно показана картина, да, условно говоря, где вот посередине Монголия, а ее окружают вот три великие державы. Да, это Россия, российский медведь, это Китай, дракон и, соответственно, США с их белоголовым орлом. Да. То есть между Россией, США и Китаем, вы знаете, сейчас идет вообще глобальная игра. Отношения с Америкой у России плохие, откровенно скажем, отношения Китая с Америкой тоже плохие. А на этом фоне мы видим российско-китайское сближение. Да? И вот в этом смысле интересно, как Монголия себя, да, будет вести в ближайшие годы, которая пытается со всеми дружить. Да? То есть сидеть на нескольких стульях. Сможет ли она в условиях этого глобального конфликта продолжить свою подобную политику?
Но если о России, как мы выяснили, в Монголии отзывается хорошо, о России, о русском народе, о языке и так далее, то, например, подобное нельзя сказать о другом соседе Монголии, о Китае. То есть, несмотря на то, что Китай – это главный торговый партнер Монголии на данный момент, именно к Китаю и китайцам у монголов, у обычных граждан, как правило, скажем так, настороженные отношения. То есть монголы Китай боятся его размеров, боятся того, что Китай может захватить Монголию, да, даже некоторые так говорят, да, что раньше ведь Монголия же была в составе Китая, но и Китай может вспомнить былое и попытаться вернуть Монголию в родную гавань, да, как говорят. Поэтому, в отличие от России, к Китаю и китайцам в Монголии отношения, как я сказал, не очень комплементарные, не очень дружеское, да, хотя на официальном уровне все хорошо. Вот, например, вот смотрите, да, слева от вас фотография, на которой встречается глава Монголии, президент Монголии Хурулсух и представитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. То есть у них на официальном уровне все хорошо. Ну и также, как я сказал, Америка, вот в лице нынешнего президента США Джо Байдена, также активно работает в Монголии, свои интересы отстаивает, и не всегда эти интересы совпадают с интересами России и Китая. То есть идет, на самом деле, конкуренция, самая настоящая. И вот, говоря о Китае, точнее, о неприятии Китая в Монголии, наверное, давайте осмелюсь продемонстрировать вот такой небольшой, как назвать-то его, картинка, не картинка, но вот посмотрите сами. Да, вот в монгольском Фейсбуке нашел не так давно. Вот такая вот недружественная, да, картинка по отношению к Китаю. Вот еще раз. Монголия моя, говорит человечек, и выдворяет другого человечка. Вот еще один момент, это уже касается Америки. Вот, значит, есть такая организация, вы, наверное, не слышали, может, слышали, Freedom House называется, да, Дом свободы. Это абсолютно контролируемая Америкой организация, которая занимается как бы выяснением, какие страны свободные, какие не свободные, да, где есть свобода слова, а где все плохо, где не свобода. И вот они каждый год эти карты публикуют, обозначая разными цветами страны, которые они маркируют как свободные, полусвободные и несвободные. И вот просто подскажу вам, да, вот то, что фиолетовым цветом на этой карте, это страны, которые по мнению Freedom House считаются несвободными. Там все плохо, да, с правами. Это Россия, это Китай, Казахстан, многие страны Ближнего Востока, да, страны Африки и так далее. Желтый цвет – это вот полусвободные страны, где вроде как не все плохо со свободой, но и не все хорошо. А вот зеленый цвет – это цвет, где все хорошо со свободой, да? Нет проблем. И вот, наверное, обратите внимание, да, Монголия видится, по мнению американцев, вот таким островком свободы в океане несвободы. Такой зеленый островок. Понятно, что это политика Запада, да, то есть Запад пытается таким образом воздействовать на Монголию, говоря, что вот вы наши, держитесь там, да, а вот ваши соседи, Россия и Китай, это плохие страны, да, несвободные. Дружить надо только со свободными. Это вот такой вариант политики, да, который проводят Соединенные Штаты в отношении Монголии. Но все-таки давайте посмотрим, какие же перспективы, хорошие, да, перспективы в отношениях между Россией и Монголией, и в частности Бурятией, как части России. Последние годы между Россией, Монголией и Китаем развивается активно проект, который предполагает превращение Монголии в транзитную страну. Что это значит? Во-первых, на этой карте вы прекрасно видите, что согласно проекту территория Монголии может стать более кратким путем доставки товаров из Китая в Россию и обратно. Вот, в частности, из Улан-Удэ вы видите, да? Путь, который есть, скажем, основной путь, который действует сейчас, то есть это далее на восток России, через Читу, Забайкальск и с таким огромным плечом до Пекина и Тяньцзиня. Вот. Это примерно 3600 километров. Если же основным маршрутом будет маршрут Улан-Удэ-Тяньцзинь через Монголию, то экономия будет порядка 1500 километров. Видите, да? Очень
более краткий это путь и, соответственно, более эффективный, если этот проект будет реализован. Сами понимаете, если он будет реализован, то непосредственно будет касаться нашей республики, потому что он включает в себя и Улан-Удэ, и приграничную Кяхту. Еще один проект, наверное, самый актуальный на данный момент. Буквально на днях было подписано соглашение о создании технико-экономического обоснования проекта, который в России известен как «Силы Сибири-2». Может быть, вы слышали, есть такой проект «Силы Сибири-1». Это проект, связанный с газопроводом, который идет из России в Китай. Он уже действует, а Россия уже пару лет как поставляет газ в Китай через Силу Сибири. А данный проект является вторым с точки зрения отношений России и Китая в сфере газа, а именно строительство дополнительного второго газопровода из России в Китай, но уже через территорию Монголии. Вот здесь на этой карте, этой рисунке вы видите красная линия. Это вот предполагаемый маршрут газопровода. Опять же, Монголия здесь будет выступать страной-транзитером, то есть которая будет предоставлять свою территорию и за это получать плату. А, соответственно, Россия продавец газа, Китай получатель или покупатель этого газа. И здесь, опять же, территория Бурятии. Если вот вы посмотрите, да, Иркутск здесь, а вот здесь вот Улан-Удэ. И, соответственно, вот эта территория Бурятии. А если этот проект будет реализован, то, безусловно, газопровод пройдет и через территорию Бурятии, что, возможно, будет иметь положительный эффект для нашего хозяйства, да, для населения республики. Ну, мы с оптимизмом смотрим в будущее, если все будет хорошо, что называется, лишь бы не было войны. И Россия, Монголия, Китай, я думаю, подобные проекты успешно реализуют. В ближайшем будущем, я думаю, вот буквально сколько. Газопровод «Силы Сибири-2», если ничего не изменится, по планам должен быть запущен к 2026 году. То есть все мы, я думаю, успеем быть свидетелями начала работы этого газопровода. На этом, наверное, все. Я пытался, что называется, широкими мазками описать ситуацию в отношениях России и Монголии. Надеюсь, был понятен и в какой-то мере интересен. Спасибо за внимание. Так, ребята, спасибо большое, Владимир Александрович. Угу. Вопросы. Вот как раз, если здесь присутствуют научные руководители, они, наверное, обратили внимание, что каждый раз, когда мы привлекаем каких-то экспертов, мы привлекаем докторов, профессоров, это варианты размышления на будущую научно-исследовательскую работу. Потому что вот обращаю внимание на вас, то, что соседняя страна очень близко, очень понятно, языки схожие, да, одна языковая группа. Но как-то вот у нас таких работ нет, которые связаны. Вот Кяхта, например, очень много из Кяхтинского района работает, тоже может же рассматривать Монголию с точки зрения, вот, какие мазки. Да? Вот, кстати говоря, музей Жукова в Монголии, он единственный музей в мире, который расположен в стране, то есть военачальнику другой страны. То есть военачальнику другой страны предоставили музей. Вы представляете, какое уважение к Жукову, когда мы со студентами были там на практике, на улицах просто у них был опрос, спрашивали, кого они знают из России и так далее. Все знают Жукова, все знают, где находится музей, и посещаемость музея очень большая. Мне кажется, настолько Жукова в России меньше знают, чем в Монголии. Но это мое такое впечатление, да? Вот это вот, пожалуйста, один мазок, который хорошо сказал. Участие в войне, да, Владимир Александрович, сейчас очень много стали писать про монгольскую лошадь. Тоже очень интересно. Маргарита, да, можно, да, вот я упустил, наверное, да, хотел бы вот отметить, да, что Монголия была первой страной, которая пришла на помощь Советскому Союзу после нападения Германии 22 июня 1941 года. Буквально в этот же день, 22 июня, монгольское руководство провело экстренное собрание, съезд, на котором было принято решение полностью поддержать СССР в этой войне. И что, собственно, было сделано. Да, это вот огромное количество продукции скотоводства
монгольская сторона предоставила советской стороне это огромное количество изделий различных из кожи, из меха, которые грели. Это, да, вот Марина сказала, лошадь знаменитая монгольская, очень неприхотливая, но крайне выносливая, которая выручала там, где, например, не могли справиться машины, да, танки, бронетранспортеры. То есть она по бездорожью очень хорошо шла, вытягивала на себе пушки, грузы различные и так далее. Плюс, не забывайте, почти 80 монгольских добровольцев шли на фронт, именно воевали на советско-германском фронте. Хотя формально Монголия не участвовала в этой войне, да? Но вот, как я сказал, уже материально, морально полностью поддержала Советский Союз. Просто вы помните, да, что когда Германия напала на СССР, далеко не сразу страны Запада оказали поддержку Советскому Союзу. Да? В итоге они, конечно, были нашими союзниками, и Британия, и США, но в какой-то момент они, скажем так, заняли выжидательную позицию. Вот монголов такого не было. То есть монголы понимали, что поддержать СССР – это, по сути, поддержать самих себя. Спасибо, Регина, что вы... Не, ну просто я понимаю, что вот самый замечательный... Есть памятник же монгольской лошади в Москве поставили в юбилейное событие окончания Великой Отечественной войны, да, то есть памятник монгольской лошади. Там в Парке Победы. Да, в Парке Победы, да. Угу. Поэтому вот это как раз очень интересное соседство, и я думаю, что есть над чем учителям подумать, и дети, школьникам, потому что здесь и выходят новые такие рубежи. Но здесь, конечно, все работы, связанные с другой страной, очень важны в том плане, что работать с источниками нужно, конечно, язык. Да, вот мне вот что импонирует молодому ученому Владимиру Александровичу Родионове, он, обучаясь в аспирантуре, изучил монгольский язык, теперь каждое утро начинает чтение монгольской газеты. Когда я его спросила, мне это очень понравилось. Вот в этом тоже заключается исследовательский компонент. Должны учиться быть исследователями. Чтобы изучить что-то досконально, надо знать то, что вы изучаете. Значит, это каждый день понемножку, по крупиночке смотреть, читать. И у вас сформируется, как вот вы пазлы собираете, тут пазлы сначала вот какие-то вот такие мазки, и не видно общей картинки. А когда потихоньку пазл к пазлу прикасается, состыковывается, и вот внезапно открывается такая картинка, которая, в общем-то, является исследованием. И вот это ваша новизна-то и будет. Ну, вчера я, когда заходила на секции, у кого-то спрашивали, в чем новизна вашего исследования, и наш исследователь вошел в легкий ступор. То есть исследование – это какие-то все-таки новые открытия. Для ученического исследования есть три компонента. Первое – это открытие для себя, то есть вы для себя открыли, такое удивительное. Потом посмотреть надо, насколько это удивительно для окружающих, потому что, может, для окружающих это открытие было давно сделано. А уже в-третьих, конечно, изучение вот этого дальше. Так, пожалуйста, какие вопросы есть, ребята? Целый доктор наук, декан, директор Восточного института. Вас можете про Восточный институт спросить? Потому что немножко времени есть, коллеги. Угу. Вопросов нет. Это у Петра Хертухея вопрос нет. Может, у кого-то есть? Может, у Ивана Рюмина есть вопрос? Угу. То есть, в принципе, вот здесь пишут: спасибо за интереснейшую информацию. Угу. Владимир Александрович. И еще вот что хотелось бы добавить вот я тогда спрошу у вас, вот какие перспективы сейчас вот в условиях вот этих ковидной изоляции о дальнейших взаимоотношениях России и Монголии? Угу. Ну, конечно, то, что мы называем пандемией, очень сильно внесло коррективы вообще в мировые отношения, и в частности отношения между странами. К сожалению, до сих пор граница по факту закрыта, и заехать в Монголию просто так не получается, только по спецразрешениям, и оттуда люди очень тяжело приезжают, у нас студенты, монголы. Когда все это началось, они некоторое время были вынуждены дома находиться и дистанционно получать образование, что, вы сами понимаете, не очень хорошо. Но в итоге они добились и по спецразрешению границу пересекли, и сейчас они у нас здесь в Улан-Удэ учатся. Вот. Но, конечно, это не то, что, например, было раньше, когда, вы помните, да, с 2014 года между Россией и Монголией отсутствует визовый режим. То есть мы свободно можем в обе стороны ездить, да, не предъявляя никаких
особых документов. Да. Но по сути сейчас ситуация приостановлена, и как будет дальше прогнозировать сложно, хотя нужно верить в лучшее. И, например, Монголия, несмотря на тяжелую ситуацию, с оптимизмом смотрит в ближайшие годы и считает, что как только все закончится, ну или приутихнет, экономика у них пойдет вверх. Но я думаю, это касается любой страны, да, если ситуация изменится. Могу сказать, что, вот, например, перспективным направлением, как показали последние годы, для отношений России и Монголии является сотрудничество в сфере здравоохранения. Что имеется в виду? Монголия, в силу того, что страна не самая большая, не самая богатая, свои вакцины создать не может. Ну, понятно, да? Мало кто из стран может свои вакцины создавать. Россия, как вы знаете, свою вакцину создала, причем одна из первых. И часть вакцины, спутник Ви, была в свое время подставлена в Монголию, и часть монгольских граждан привились именно российской вакциной. Более того, если бы вы видели опросы, которые были в разных социальных сетях среди монголов, какой вакциной вы хотели бы привиться, а у них были разные варианты, там и китайцы им вакцину поставили, и американцы, и даже индусы, большинство отвечало именно российской вакциной. Почему? Потому что со времен Советского Союза многие монголы доверяют именно советской медицине, советской, российской медицине, считают, что она самая надежная, самая проверенная временем. И вот я считаю, что для современной России вопрос развития медицины вообще и в том числе сотрудничества международного в сфере медицины стоит очень остро, очень актуально. Я думаю, это одна из возможных перспективных сфер сотрудничества. Ну, об основных я в конце своего доклада сказал, своей лекции. Да, это, конечно, экономика, это газопровод, это транзитные пути между Россией, Монголией и Китаем. Вот так, если как бы глобально взять. Ну и, конечно, все-таки, наверное, России, как стране, которая, ну, в отличие от той же Америки, никуда от Монголии не денется, и Монголия никуда от России не денется, очень важно развивать отношения такого фундаментального характера в сфере научно-образовательного и гуманитарного профиля. То есть это развивать и научные контакты, и культурные контакты. Вот до закрытия границы, вы знаете, было множество мероприятий совместных между Россией и Монголией, в том числе различные фестивали, культуры. Многие монголы с радостью приезжали сюда, к нам в Бурятию, принимали участие, например, в фестивале Алтаргана, фестиваль, да, бурятской культуры. Наши земляки ездили постоянно в Монголию. И я думаю, вот базовым таким фундаментом вот этих отношений должно стать, конечно, возвращение России в языковую и образовательную сферу Монголии. Насколько я знаю, есть проект по созданию совместного российско-монгольского университета в Улан-Баторе. Да, на данный момент, к сожалению, в Монголии присутствует только один российский университет. Это Академия Плеханова. Да, вот отделение или филиал московского этого известного вуза. Этого, к сожалению, мало, точнее, ну да, это мало, абсолютно мало, учитывая, что в Монголии присутствуют различные китайские, корейские, американские, другие школы и филиалы университетов. То есть идет конкурентная борьба, и России нужно занимать более активную, на мой взгляд, позицию в этой борьбе, потому что через образование, через язык, собственно, формируется и сознание человека. Да? То есть монгол, получивший образование в России или в российском вузе у себя, он, безусловно, будет не так относиться к России, как монгол, который, например, в Америке учился, да, или в Китае. То есть это формирование лояльности, борьба, будет, да, грубо говоря, за умы, да, людей. Ну, давайте откровенно скажем, мы живем в конкурентном мире, причем конкуренция ужесточается, используются все различные способы. И России крайне важно не отставать, как минимум не отставать в этой борьбе, ну а лучше быть лидером. А еще такой вопрос можно? А сколько школ там, которые изучают русский язык? Вот я знаю только школу да. Угу. Ну, это, вот цифры из года в год постоянно варьируются, да, я когда смотрю их официальный сайт и так далее, потому что там некоторые школы, они, например, либо статус школ с углубленным учением русского языка получают, либо, наоборот, в какой-то момент теряют его, да. Ну, я сейчас скажу, в городе Улан-Батор школ, где образование идет полностью на русском языке, то есть все предметы
монгольским школьникам на русском языке преподаются таких вот 3 школы. Да? Вот одна из при посольстве России, где кроме детей сотрудников посольства учатся и монгольские дети. Да? Это школа номер 3 знаменитая, где там Саранзон Бакша, да, директор. Вот, и еще одна. Вот. Плюс еще 6, если не ошибаюсь, школ в Улан-Баторе, которые с углубленным изучением русского языка действуют. Плюс есть несколько школ вне Улан-Батора, в частности в Эрденете, в городе Эрденет, школа, где по российской программе, по российскому стандарту ведется образование. И несколько школ приграничных районов Монголии, аймаков, приграничных с Россией, да, с Бурятией в частности, где русский язык преподается углубленно. В том числе там работают наши русские, российские учителя. Это, еще раз повторю, ну, крайне мало. Почему мало? Потому что потребность, вот насколько вот я ситуацию в последние годы изучал, в монгольском обществе в изучении русского языка она есть. Она даже вот особенно в Худоне, да, то есть в сельской местности, она возрастает. Вот если в Улан-Баторе жители столицы несколько избалованы, да, у них там амбиции куда-нибудь уехать в Америку, да, или в Австралию, им английский подавай, то, например, жители сельской местности менее, скажем так, прихотливы, они более прагматичные, особенно, еще раз повторю, в приграничных с Россией зонах, и они понимают, что для них более важно знать русский язык, на уровне там, каких-то обыденных практик общения, трудоустройства, сотрудничество, там, совместную компанию какую-нибудь создать с Россией. Если монгол прекрасно говорит по-русски, у него, значит, уже есть преимущество. Угу. Не забывайте, в Монголии же с советских времен осталось огромное количество техники, да, инфраструктуры, которая была советская, и которая инструкция к ним полностью на русском языке. Да, например, ТЭЦ. Вот как и наш город Улан-Удэ, город Улан-Батор отапливается ТЭЦ, системой ТЭЦ, абсолютно советского, да, советского технологического профиля, да, и чтобы обслуживать ТЭЦ, а ТЭЦ же постоянно уже обслуживать, модернизировать, необходимо знать соответствующие инструкции, да, владеть знаниями. А где их получить? Их можно получить только в России, да, и зная русский язык. Ни японец, ни американец в этих ТЭЦ не разбирается, потому что у них другие технологии. У них нет такой системы. Централизованное теплоснабжение только в России. В других странах мира нет такого понятия. Централизованное тепло. Ну, вот в России на постсоветском пространстве, да. Да. Ну, в СССР было. Да. А вот здесь в чате просят презентацию. Да, вот прочитал. Как лучше ее скинуть? Я думаю, что наверное, тогда, может, ее скину, да? Вы мне по почте скиньте, а я это лучше в чат сейчас скинь. Кто умеет, тот себе возьмет. И мне на почту скиньте, пожалуйста. Ну, я еще раз с гордостью могу сказать, что Владимир Александрович выпускник исторического факультета Бурятского государственного университета, и тогда он... Ты БГУ или БГПИ закончил? БГУ. Уже Бурятский государственный университет закончил, Владимир Александрович Родионов, поэтому я его считаю одним из своих замечательнейших учеников, поэтому у него вот такие большие амбиции, и я думаю, надо развиваться дальше, и очень большие возможности у нашего Восточного института, который сегодня является воротами на восток, да, воротами на восток. Поэтому это тоже очень важно. Поэтому, коллеги, поступайте, если у вас с языками все хорошо, это тоже очень важно, потому что здесь, кроме языка, вы еще получите специальность востоковеда, там, экономиста, историка, да, философа. Специалисты в области туризма, кстати. Да, специалисты в области туризма у них есть. С изучением китайского и монгольского языков. Сейчас что очень актуально. И самое главное, что стажировки языковые проводятся в вузах-партнерах. Это в Китае, в Японии, в Корее, соответственно, в Монголии. Но это проводилось. Сейчас вы видите, что эта пандемия все очень много изменила. Мы со студентами очень часто выезжали в Монголию, проводили там практики, выездные образовательные модули, экспедиции, изучали, выезжали с учителями истории. Я уже приводила пример, как у нас одна учительница, величайший историк Тамара Антоновна Дельман, когда мы поехали, была московская делегация учителей, заезжали в Монголию, она таким тоном говорит: посмотрим, как живут те, которые испортили нам жизнь в 13 веке. Я говорю: как-то вы нетолерантно выражаетесь, Тамара Натановна. И вот самое интересное, когда возвращались обратно, она сказала: теперь я историю 13 века буду предпринимать совсем по-другому. Это, говорит, встретились два разных менталитета.
земледельческий и кочевнический. Поэтому, конечно же, это тоже надо обязательно учитывать, когда мы говорим про 13 век, потому что у кочевников шансов было больше в тот период, потому что они за счет того, что они двигались, перемещались, они собирали новые технологии, мы сейчас говорим, и были более продвинуты, чем земледелец, который отобрал клочок земли у природы, никуда не перемещался, соответственно, только в своем кругу варился, но, извините, я отобрал этот клочок земли у природы, мне больше не надо, потому что семян не хватит, удобрений не хватит, но никому не отдам. Вот поэтому вот эта система вот этого защитной, нападенческих вот этих вещей, она сказала, будем рассматривать перед всем по-другому. Мне это было достаточно так приятно, потому что если московские учителя, Москва будет так рассуждать, смотреть, то, в принципе, вот эти тоже возможности очень разные. Вы знаете, да, что учитель очень многое может преподнести с точки зрения того, как к нему относятся ученики. Так, ну спасибо большое, Владимир Александрович. Тут вопрос тут написали в чате. Актуально ли получение образования в Монголии среди российских студентов? Ага. Так, давайте скажу так. В Монголии, опять же, в допандемийный кризис российские студенты обучались. Да, у меня даже знакомая одна есть, которая там обучалась, но, к сожалению, она вынуждена была, как и другие иностранцы, уехать из-за ограничительных мер. Актуально ли? Это зависит от того, что вам нужно. Да? То есть, если вы интересуетесь именно Монголией как страной, ее языком, историей или современными какими-то вещами, связанными с Монголией, то, конечно, обучаться там вполне будет эффективно и полезно для вас. Да? Если же ваш все-таки образовательный профиль не предполагает непосредственной связи с Монголией как страной, то тут уже вы можете подумать, насколько для вас это важно. Потому что в любом случае, если вы приедете в Монголию получать образование, вам придется год потратить, чтобы язык сначала изучить, чтобы элементарно понимать, о чем идет речь. Правда, там есть некоторые вузы, которые предоставляют возможность на английском языке образование получать для иностранцев. Вот. Но я просто сейчас не могу точно об этом сказать. Все-таки Монголия страна с точки зрения рейтингов ее вузов не самая, скажем так, лидирующая. Вот вы знаете, да, что российские вузы буквально сколько там, 2-3, да, в сотню попадают, МГУ, да, Санкт-Петербургский, но монгольские в этих рейтингах, я думаю, даже в первую 1000, да, не попадают. Поэтому тут надо думать, что называется. Но с другой стороны, если область научных интересов выбирается Монголия, то, конечно, можно... Да. Вот, говорю, если Монголия, конечно, обучаться в Монголии, сразу это языковая среда, это все на месте можно узнать. Так, кстати, я хотел сказать, что вот даже несмотря на пандемию, вот сейчас все ограничения, наши студенты, я имею в виду Восточного института, продолжают ездить на языковые практики в Японию, я имею в виду японистов, и Корею, кореистов. К сожалению, Китай и Монголия полностью закрыты для таких вещей, а вот Корея и Япония открываются, и наши студенты ездят туда. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Александрович. Я думаю, что школьники задумаются, подумают и немножко по-другому будут относиться к нашему соседу. Как вы сказали, это вечные соседи, добрые друзья. Вечные соседи и верные друзья. Верные друзья, да. Потому что самые трудные минуты все равно, исходя из истории даже 20 века, Монголия оказывала поддержку. Казалось бы, маленькая страна, огромному Советскому Союзу, но она оказывала поддержку, она всегда была вовремя и достаточно актуальна. Поэтому спасибо большое, Владимир Александрович. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Всем успехов. Спасибо, Владимир Александрович. Спасибо, до свидания. Поэтому продолжаем с вами работу дальше. У нас сейчас на связи должны быть представители Асториума. Так, есть у нас Вячеслав Александрович и Эдуард Аюрович. Угу. Так. Вот, есть. Все. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас я вас хорошо представлю. Добрый день. Нашим сегодня партнером впервые за 15, они создались так в прошлом году только, да, стал Асториум. Асториум – это региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Бурятия, созданный по принципу Сириуса.
Ну, сейчас ребята, молодые преподаватели об этом расскажут. Дело в том, что он руководитель Асториума Баганникова Зоя Александровна выступит после них. Мы хотим представить презентации программы центра. Слово предоставляем Бутухану Вячеславу Александровичу, разработчику, руководителю программ по информатике, Центр Асториум, руководитель малого инновационного предприятия МИП, Центр компетенции аудитивных технологий, Восточно-Сибирск, Государственный университет технологий и управления. Пожалуйста, Спасибо Вячеслав большое. Александрович. Угу. Так, ну, поскольку Зоя Александровна, она чуть попозже выступит, она, чтобы не повторяться, в целом о структуре, о деятельности центра, думаю, расскажет. И я конкретно по своему профилю попробую рассказать. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас я запущу презентацию. Хорошо, пока вы запускаете презентацию, я скажу, что Асториум выделил нам путевки для участия в их программах всем лауреатам, всем победителям 1, 2, 3 место. Поэтому смотрите, что вы можете, где вы можете участвовать. Угу. Скажите, пожалуйста, видно, да? Видно. Угу. Отлично. Так, сейчас, секундочку. Ну, я вкратце представлюсь. Я сотрудник Восточно-Сибирского государственного университета технологии управления. Вот по приглашению Зои Александровны провели мы несколько смен в Асториуме по информационным технологиям. И вкратце хотел бы рассказать о них, что мы делали. Возможно, что кто-то из вас заинтересуется, ну и мы будем рады увидеть вас на наших программах. Сначала я вкратце обо всех программах, которые провели, расскажу, а потом у меня тут еще есть видео, ну, некоторых работ, которые мы с ребятами реализовали. Значит, у нас была смена по разработке мобильных приложений. Здесь мы полностью с ребятами разрабатывали приложения для мобильных устройств на платформе Android, ну, с помощью программного обеспечения Unity. Это в основном мы использовали язык программирования C#, то есть это объектно-ориентированное программирование. Полностью ребята создавали дизайн меню, полностью делали скрипты, переход между сценами, и в конце обязательно мы в конце каждой смены самостоятельно участники разрабатывали собственные проекты. Ну, проекты в каком плане? Это на основе полученных знаний в течение смены некий прототип продукта, ну, в данном случае приложения. Также мы проводили цифровые двойники и прототипирование в смешанной реальности. Сейчас широко применяется понятие цифровых двойников. Это, то есть, полностью цифровая модель, будь то здание, детали какого-либо объекта. Почему это важно и актуально изучать? В дальнейшем все больше будет уклон делаться в производстве на работу с цифровыми двойниками. То есть цифровые двойники, в отличие от реальных прототипов, ну, как у нас производство строится, отрабатывается технология, да, на неком прототипе, макете, так скажем. Ну, а цифровой двойник, мы можем это все сделать виртуально, не затрачивая средства на материалы для макета, на его производство. Ну, в том числе, например, для производства макета необходимо создать технологическую оснастку. В случае применения виртуальных моделей или цифровых двойников эта необходимость отпадает. Поэтому достаточно востребованная область – это и BIM-проектирование, если касаемся архитектуры, это цифровые модели, 3D-модели, виртуальные прототипы. Это в мелкосерийном производстве. Сейчас у нас производство все с
серийного уходит больше на мелкосерийное, штучное производство, поэтому возникает потребность отработать это в малых объемах и не затрачивая значительных средств на эти макеты. Ну, дальше я покажу более подробно. Гейм-дизайн – это достаточно новое направление. Но гейм – это игра, дизайн, соответственно, разработка игры. Здесь мы с ребятами в основном тоже изучали. Это все зиждется на объектно-ориентированном программировании. Тоже мы писали скрипты, но в их конечном продукте у нас была игра. Ну, не полноценная игра, но один уровень в игре. Тоже достаточно востребованная специальность. Гейм-дизайнер – это, ну, по сути дела, режиссер игры. Продумывает он все механики. Соответственно, ему надо все увязать. Работу программиста, дизайнера, художника, аниматора. И в конце, чтобы получилась игра. Тоже рынок достаточно большой. Зарплаты у них тоже на высоком достаточно уровне. Ну, поскольку сейчас, особенно в условиях пандемии, все больше получила развитие деятельность развлекательная, ну, в том числе игровые механики. Игровые механики, кстати, они не ограничиваются только развлекательной сферой, они применяются еще в банковском деле, в различном обучении, ну, то есть это геймификация обучения и так далее. Также у нас был курс, ну и проходят они это как дополнительные программы уже введения в 3D-моделирование. Здесь мы изучаем интерфейс и работу графического 3D-редактора Blender. Это открытое программное обеспечение, то есть бесплатное. Ребята у нас делают низкополигональное моделирование, моделирование по чертежам, работу с материалами и выводят затем все это на рендер. Ну, рендер – это получение готового изображения на основе нашего 3D, на основе нашей 3D-модели. Но здесь вот представлены именно по 3D-моделированию работы. Это как моделирование техники, то есть так называемые hard surface, какие-либо детали, объекты производства, так и моделирование органических систем, ну или объектов. Ну, в данном случае здесь 3D-модель животного, да, то есть принцип тот же самый, все у нас строится полигонами, ну а затем накладываются материалы, в конце мы получаем вот такой вот рендер. Сейчас я прервусь, чтобы показать примерно работы наших обучающихся. Так, сейчас, секундочку, видео я запущу. Так, демонстрация. Так, ну вот мы тут, кроме моделирования, еще рассматриваем создание специальных эффектов. То есть вот брали какую-то сцену из фильма и пытались ее воспроизвести. Также симуляция, тут и присутствует симуляция дыма, симуляция разрушения, различные физические симуляции. То есть все это позволяет нам делать 3D-редактор. Тут тоже динамические симуляции. Все, да, по-моему. Сейчас я бы хотел показать работы наших ребят, обучающихся, которые мы реализовали на наших программах. Так. Ну вот здесь, в частности, это работа обучающегося по созданию уровня по программе Game Design. В дальнейшем здесь были добавлены враги, настроенные системой искусственного интеллекта.
Так, я буду так вскользь пролистывать. Также мы делали вот такие открытки в дополненной реальности. То есть это приложение полноценное. Мы наводим на объект, открытку, да, так скажем, и здесь появляется 3D-контент. То есть полностью меню тоже создавали ребята. Работали с аудио, с видео. Ну, с дополненной реальностью сейчас много проектов реализуется. Думаю, вы с этим сталкивались уже. Ну, а здесь мы конкретно на примере тоже здесь меню создано, интерфейс. Вот они сами рисовали открытки и наполняли контентом. Контент тут как 3D-модели, так видео, аудио, картинки. Так, вот это уже безмаркерная технология, приложение для просмотра 3D-модели мебели виртуальной. То есть мы выбираем некую плоскость, ну в данном случае здесь выбрали стол, и к этой плоскости привязываются 3D-модели уже. Ну тоже вот все меню разрабатывается ребятами самостоятельно. Тоже еще одна открытка на новогоднюю тематику. И здесь тоже мы писали программу, что при закрытии открытки у нас скрипт перестает работать, 3D-контент. То есть тоже все это гибко настраивается. Таким образом ребята получают основные знания по программированию. При этом они получают готовый прототип. Сейчас, если закроем, все. Это у нас работа с виртуальными кнопками. То есть вот у нас рисунок кнопки. При этом мы нажимаем, происходит смена контента. Тоже это все прописывается в виде скрипта. Так, это у нас тоже безмаркерная технология. Прототип автомобиля полноразмерный. Тоже тут задача была у ребят полностью перенести по реальным размерам 3D-модель автомобиля. Как раз-таки вот эта тема цифровых двойников. Вот у нас по смене цифровые двойники и прототипирование в смешанной реальности. Создано такое вот приложение участниками смены. Здесь полностью меню интерактивное сделано, которое позволяет нам при наведении камеры телефона с включенным приложением рассматривать BIM-модель, архитектурную здания, которая привязана вот к брошюре, да, рекламной. При этом мы можем, это приложение конкретно коммерческого, для коммерческого направления, мы можем посмотреть, как выглядит здание при различных условиях освещения, ну, например, ночью, днем, как работает подсветка здания. Также мы можем убрать определенные элементы, рассмотреть внутреннюю планировку здания. Например, мы можем убрать крышу, посмотреть планировку второго этажа. Затем мы можем послойно убирать, также убрать второй этаж, посмотреть планировку первого этажа. И также еще реализовали здесь возможность виртуального перемещения внутри здания. То есть заказчик, он может, или клиент, полностью рассмотреть в режиме вида от первого лица. Так, ну и вкратце, завершая, я хочу рассказать примерно, для чего это все нужно. Как вы могли наблюдать, здесь упор в основном на технологии смешанной реальности, это дополненная виртуальная реальность, виртуальные работы с цифровыми двойниками, виртуальными прототипами. Сейчас как бы это набирает
повсеместное использование. Если раньше мы делали 2D-чертежи и на основе них уже изготавливали прототип, то теперь ситуация обратная. Мы делаем в системе автоматизированного проектирования полностью 3D-модель, затем она раскладывается уже на 2D-чертежи. Ну, здесь подробно описано, где в промышленности уже используется, для чего и как. Вот. И почему нужно это сейчас изучать, на наш взгляд. Вот здесь представлен график у нас развития технологий. То есть сначала было развитие, появились персональные компьютеры. Следующая веха была это интернет. А сейчас мы находимся на широком распространении мобильных технологий. А уже следующий виток это будет как раз направление дополненной реальности, смешанной реальности, виртуальной реальности. И вот если сейчас это направление еще не широко представлено, то в ближайшем будущем уже оно получит повсеместное распространение, поэтому можно сейчас уже начинать изучение, чтобы затем, как вот у нас в сказке, да, чтобы оставаться на месте, нужно постоянно бежать. Вот, чтобы быть в тренде последних технологий, необходимо изучать эти вот технологии. Также есть множество конкурсов. Это большие вызовы, Национальная технологическая олимпиада, Art Masters и так далее, где можно вот эти все знания, полученные у нас на сменах, применить. Ну и заканчивая, приглашаем вас всех на наши смены. Спасибо большое. Если есть вопросы, готов ответить. Так, дорогие коллеги, пожалуйста, какие вопросы у нас? Угу. Какие вопросы есть к Вячеславу Александровичу? Ну, я искренне восхищаюсь возможностями Асториума. Ребята, посмотрите, как продвинулись вперед технологии. Я вам искренне завидую. В нашем детстве такого не было. Угу. Так, мы двигаемся дальше. Слово предоставляем следующему разработчику программ Батацеренову Эдуарду Аюровичу, разработчику, руководителю программ по ГИС-технологиям и аэромоделированию Центра Асториум, секретарь Бурятского регионального отделения Российского географического общества, кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории ГИС Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук. Пожалуйста, Эдуард Аюрович, вам слово. Добрый день. Так, здесь вопросы можете в чате задавать, ребята. Угу. Так, пожалуйста. Угу. Так, презентацию видно? Видно. Ну вот с ноября этого года я работаю в лаборатории Гео и Аэро Асториума. Ну, основное место работы у меня Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатории геоинформационных систем. Я специалист по ГИС. ГИС – это карты, все, что связано с картографическими произведениями в цифровом виде, исторической географией, туризмом занимаюсь и так далее. И вот наша лаборатория Гео и Аэро, мы провели несколько интенсивов программ. Вот первая была дежурная по планете, 60 часов в ноябре. Потом были две программы Аэро, это квадрокоптеры, полный улет 56 часов, аэромоделирование 40 часов. Ну, я говорю про такие вот программы, которые, крупные. То есть краткосрочные я не говорю. Это в основном 14 дней, 12 дней. Вот как выглядит наша лаборатория. То есть это 15 рабочих мест, 15 детей мы приглашаем. Они учатся с 9 утра до 1, то есть 4 урока. Зоя Александровна про
система Асториума расскажет, я только вот про свое направление, чем мы занимаемся. Ну вот мы на самой первой программе «Дежурные по планете» провели день ГИС, день геоинформационных технологий. Он проводится во всем мире. Международные компании ESRI, которая производит картографический продукт номер один. Это программы ArcGIS Pro, ArcMap, ну и ряд других. И вот дети, которые приняли участие, они получили сертификаты. У нас выступали специалисты. Вот здесь на фотографии Бешенцев Андрей Николаевич, он доктор географических наук, наверное, ведущий у нас специалист в республике по геоинформационным системам. Дети узнали много нового. В частности, одно из достижений, участник программы Урбанов Валера, 63-й школы, вот он сейчас подал заявку на большие вызовы. Разработали мы, реализовали идею географического центра Республики Бурятия. Он основан, если не вдаваться в технические подробности, это геометрический центр. Допустим, у нас есть круг, центр его круга, всем понятен, да, где он в центре. А если это какая-то сложная фигура, например, наша республика, мы еще для каждого района вывели географический центр, связано еще с проекциями, в зависимости от проекции, потом зависит от того, как считать. Вот, например, Валера, когда высчитывал, он с удивлением обнаружил, что геометрический центр Кабанского района оказался в Байкале. Ведь мы делим официально, административно Байкал на Иркутскую область и на Бурятию. Если оценивать с водными границами, то картина одна. Если только сухопутный, то центр уже другой. И практика показывает, мы сделали обзор, этот географический центр, который высчитывался для Москвы, он пересчитывался. Город Москва, она расширялась за счет того, что от Московской области куски себе отхватила, и центр там сместился. И это интереснейший новый туристический объект. Мы вывели, что географический центр Республики Бурятия находится в Прибайкальском районе возле села Брулево. Если так по-честному, эти центры чаще всего попадают куда-то в тайгу, и так далее. Поэтому общепринятая практика этот центр привязывать к какому-то населенному пункту. Например, всем известен географический центр Азии в городе Кызыл. Хотя на самом деле, когда первый раз его определяли, аккурат этот центр попал в мусорку. Но никто же не поедет на мусорку. И город Кызыл, там статуи Даши Намдакова, нашего брянского архитектора, художника, там стоят. И это очень мощное аттрактивное притяжение. И мы предлагаем новый такой туристический объект, где можно установить, например, Сайомба, символ нашей республики. И для каждого района мы тоже это высчитали, у нас эти данные есть. И также туда могут приезжать и смотреть. Это один из способов, я показываю, что как можно использовать карты. Ресурсы направления аэро. У меня два основных блока. Это все, что связано с квадрокоптерами, с беспилотными летательными аппаратами, и все, что связано с географическим, картографическим направлением, хотя они между собой пересекаются. Из того, что есть, у нас комплекты по сборке, конструкторы самолеты есть беспилотные,
Очень интересные квадрокоптеры RoboMaster, Tele-Edu и Tele-Talent совместно с компанией Intel и DJI они разработаны. Они интересны тем, что их можно программировать, помимо прочего. Ну, конечно же, у нас в самой компании DJI есть квадрокоптеры, дети на них летают. Также есть у нас квадрокоптер Geoscan, пионер базовый, это отечественная питерская разработка. Очень мне нравится, и детям тоже. То есть это конструктор, который много раз можно разбирать, собирать. Дети учатся его собирать, там без спайки, на шлейфах, вставляет, учатся им управлять и программировать. То есть не просто пассивное такое потребление, да, полетал, пофотал, а дети задумываются, из чего состоит квадрокоптер, как вот это вообще все работает, что такое регулятор полетов, почему он не летает, когда они его собрали, что такое обновить прошивку, как в специальной программе Trick Studio запрограммировать, чтобы он летал по точкам и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много вопросов. И теми же самыми пультами управления они тренируются на симуляторе полетов. То есть это реалистичные такие симуляторы. Тренируются они, чтобы правильно управлять квадрокоптерами, беспилотными летательными аппаратами. Но вот ресурсы по направлению гео, когда мы 17 ноября провели День ГИС, мы вот от американской компании Esri получили 5 бесплатных годовых лицензий. Ну, вот они оценивают $100, а нам они безвозмездно, как участникам, передали. Я, кстати, хочу тоже лишний раз поблагодарить их и сказать, что любая школа, любая организация, просто физические лица могут провести какое-то мероприятие и получить вот этот вот очень интереснейший ресурс. Тем более, что сейчас вот эта компания Esri, они вот эти карты, поддержка будет только онлайн. То есть нельзя будет скачать какую-то хакнутую версию, то есть это абсолютно нельзя взломать. Там все по лицензиям, работает только именно на этом компьютере и так далее. То есть взломать вообще нельзя. А вот эти предыдущие версии, например, ArcGIS 10.8, они уже не обновляются. То есть это уже ушедший век. Сейчас это все в режиме онлайн. Вот. И очень мощная поддержка. Дети, вот они учатся делать карты. Вот здесь на фотографии ребята вот делают карту Китая. Это вот в режиме онлайн, они накладывают там города, линии дорог там и так далее и тому подобное. Поскольку на сайте этой компании есть очень много обучающих лекций, видео, туториалов, выложены для скачивания, shape-файлы, это слои, которые подгружаются в карту, и в том числе есть и на русском языке. Вот, это все доступно, интересно, наглядно. И все эти примеры, они реалистичные. То есть они на каких-то кейсах, на событиях, которые уже были. Вот, ковидные карты, потом какие-то землетрясения произошедшие, борьба с вырубкой дождевых лесов Амазонии там, и так далее и тому подобное. Также у нас в лаборатории есть станция приема спутниковых данных компании Ларет, это питерская компания. Вот здесь 2 студентов, они волонтерами были, помогали мне Родна и Баир. Большое им спасибо. Вот первая программа, было очень сложно, то есть я там с нуля ставил все эти программы, разбирался, какое там оборудование и так далее. Вот здесь мы пробуем собрать мобильную станцию. То есть у нас на крыше стоит стационарная, а есть еще чемодан. Предполагается, что мы с детьми выезжаем куда-то летом в поле, да, где-нибудь живем, и тут же эту станцию разворачиваем,
И по X-диапазону получаем бесплатно, это все бесплатно, данные со спутников, ну, такого метеорологического направления, это Террамодис, Террааква, NoNPP, Suomi финский, Фэньюй китайский, то есть там данные по снегу, по осадкам, по температуре, термальные точки, где какие пожары, это вот все именно на нашей территории. Ну, там полосы широкие, там 1000-2000 километров могут быть в зависимости от спутника. Но вот эти все данные, они принимаются. И сейчас у нас в автоматическом режиме пишутся, они в сыром формате, их еще нужно уметь обрабатывать. Ну, вот так вот выглядит у нас занятия. Ребята не только сидят за компьютерами, но также, вот, когда программа была самолетного типа, учились они паять, собирать самолеты беспилотные. Вот здесь вот сверху Степа рассказывает, как он делает ортофотоплан, как он превращает снимки с квадрокоптера. Вот меня до сих пор вдохновляет вот эта вот мысль, что квадрокоптеры – это не просто какие-то леталки, да, которые тебя фотографируют или там свадьбы фотать, там что-то, да, а это полноценный геодезический инструмент, с помощью него делаются карты. Вот, то есть летит квадрокоптер, фотографирует, и создаются ортофотопланы или цифровые модели поверхности. Это все загружается в картографические программы. И вот в режиме «где тебе надо», здесь и сейчас, ты отлетал, отснял свое село или озеро, там, ну, площадью не больше нескольких квадратных километров. И это будет даже лучше космического снимка, который еще поискать надо. Ну вот я вкратце постарался рассказать, что мы делаем, что у нас есть, и приглашаем вас на наши программы. Вот следующий у меня будет в мае по аэро. Будет уже тепло, мы чаще будем на улицу выходить, чаще там тренироваться, летать. А в ноябре будет по программе «Дежурный по планете». Также будем работать с картами, изучать нашу республику. В общем, интересно, обращайтесь, пишите. С радостью вас возьмем на занятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Аюрович. Тут вопрос есть в чате. Скажите, пожалуйста, географический центр города Улан-Удэ. Повторите, пожалуйста, село в Прибайкальском районе, географический центр Бурятии. Улан-Удэ мы не считали, но, кстати, можно посчитать. Да, у нас же площадь Улан-Удэ где-то 360 квадратных километров. Там, ну, центр, да, можно, это контур надо вытащить. А Прибайкальский район – это село Гурулево. Ну, там недалеко, в сторону леса, ну, 10 километров от села. Но мы привязываемся именно к селу. Никто же не пойдет там куда-то на болото, там третья сосна там от дороги. А это все всегда привязывается к населенному пункту, и там со временем можно установить камень, потом какой-то знак, раскрутить вот это дело. Да. Надо село Гурулево включиться в этот процесс. Спасибо большое. Еще вопрос есть, ребята? Посмотрите, какие интересные смены, какие интересные оборудования. Этот квадрокоптеры одни, наверное, миллионы стоят, да? И вот здесь тоже есть разные. Больше даже? Меньше. Ну, где-то там 100-150 тысяч штук. Но это тоже, не такие деньги. Большие деньги. Да. Можно вопрос еще? Можно. Здравствуйте. Эдуард Аюрович, скажите, пожалуйста, как попасть на ваши программы ребятам, чтобы пообучаться вместе? Светлана сейчас вам подробно расскажет директор центра. Да, Зоя Александровна все расскажет, но если забегая вперед, заходите на сайт, там все отражается. Но Зоя Александровна расскажет, где ресурсы, где выкладываются сторис там и так далее. Для всех, я еще раз повторяю, победителям нашей конференции первых 3 места выделяются путевки для различных программ Центра Асториум. Поэтому плавно мы перетекаем, поэтому слово предоставляется
Баганниковой Зое Александровне. Так, сейчас я ее включу, потому что она ко мне пришла. Угу. Так, угу. Слово с Баганниковой Зое Александровне, руководителю центра, который называется «Региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи». Пожалуйста, Зоя Александровна, вам слово. Спасибо я включаю большое. Демонстрацию. Я рада приветствовать всех участников нашей научно-практической конференции. Видео видно? Да, видно. Все. Рада приветствовать всех участников. И я хотела бы, конечно же, рассказать, что такое региональный образовательный центр выявления и поддержки талантливых одаренных детей «Асториум». Вообще мы назвали «Асториум» центр, который, почему мы его так назвали? Он состоит из двух слов. Это «астер». Ну, наверное, все вы знаете, что есть такой цветок, который называется астра, и с латинского оно переводится как «звезда». И дальше это риум или пространство для звезд. То есть мы позиционируем, что в нашем региональном центре находятся дети, это звезды, и действительно каждый из них является очень уникальным человеком. Значит, цель работы центра – это развитие и дальнейшее сопровождение наших детей, следующий слайд, по 4 направлениям. Это наука, искусство, спорт. И 4-е направление, которое мы отдельно выделили, это медицина. То есть, по сути своей, он является координирующим региональным центром выявления и развития молодых талантов, который объединяет образовательные, научные, творческие, спортивные объединения. Вот основные задачи нашего центра все вы видите, я их не буду перечислять. Ну, основное – это, конечно, создание системы выявления детей, которые проявляют способности и значит, индивидуальное сопровождение этих детей. Значит, что касается следующий слайд управления нашего центра. Значит, у нас управление значит, осуществляется посредством попечительского совета, который возглавляет глава нашего региона Алексей Самбуевич Цыденов. И всю образовательную деятельность центра координирует экспертный совет. Вот его возглавляет Бурдуковский Виталий Федорович, председателем является, и он является доктором химических наук, доцент, заместитель директора по научной работе Бурятского института природопользования, Сибирского отделения Российской академии наук. Значит, следующее, что касается работы нашего центра, у нас он работает круглый год. Мы созданы по модели, как было уже ранее сказано, по модели федерального образовательного центра «Сириус». Значит, пребывание у нас детей бесплатное. Ежегодно его смогут посещать очно свыше 1000 детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно из всех муниципальных образований нашей республики. Значит, образовательные программы у нас рассчитаны от 10 до 21 дня и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и развивающий досуг. И обучают наших детей ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических направлений, школы Олимпийского резерва и, безусловно, специалисты в области медицины и искусства. Следующий слайд. Значит, конкурсный отбор детей на обучение по дополнительным программам происходит в соответствии с экспертизой представленных документов. То есть детям необходимо зайти на сайт нашего регионального центра. Адрес мы укажем в конце слайдов. Значит, astorium03.ru, в раздел «Образовательные программы» зайти и зарегистрироваться на те направления, которые вам интересны, на которых бы вы хотели побывать. Значит, это итоги проведения конкурсных испытаний, это научные конференции. То есть вот сегодня уже, да, мы для себя определим тех победителей, которые приедут к нам по итогам нашей научно-практической конференции. Это порядка 40 детей по направлениям естественно-научного цикла. То есть это также результативность конкурсных мероприятий и
самое главное – показать заинтересованность и быть мотивированными для участия в наших образовательных программах. Следующее. Значит, теперь мне хотелось бы проговорить с вами о том, что касается инфраструктуры нашего центра. Значит, у нас появился лабораторный комплекс, большой, отремонтированы учебные аудитории. Дети у нас проживают в кампусе, в спальном корпусе, а также у нас есть рекреационные зоны. Вот здесь как раз на слайдах вы видите лабораторный комплекс, где разместились лаборатории агро- и биотехнологий, лаборатории искусственного интеллекта, лаборатории компьютерного моделирования, промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, математики, лаборатории органической и неорганической химии, лаборатории прототипирования, робототехники и мехатроники, аэрогеобеспилотные летающие аппараты, то, о чем говорил Эдуард Аюрович Бацаренов, лаборатории физики будущего, а также у нас есть фото-видеостудия, центр цифрового дистанционного обучения. Вот это вся информация как раз. Да. Теперь вот что касается следующего слайда, хочу отметить, что дети у нас проживают в кампусе. Кампус у нас рассчитан на 45 койко-мест в 2- и 3-местных благоустроенных номерах, то есть душевые, все находятся, туалетные комнаты, все находятся в комнате. 5-разовое питание для проживающих детей. Те дети, которые приходят к нам с города, они у нас питаются 2 раза в день. Это обед и полдник. Следующий слайд. Значит, направление работы центра у нас соответствует стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Значит, это предметы математика, информатика, физика, химия, биоинженерия, экология. И вместе с ними проводятся междисциплинарные программы, то есть это на стыке предметов, которые ориентированы на научно-исследовательскую проектную работу. Вот сегодня уже было сказано Вячеславом Александровичем Батухановым, то есть это программы так называемые цифровые двойники, значит, основы проектной деятельности по экологии, генетика, геоинформационные системы. То есть вот сегодня наши преподаватели вам подробно рассказали о проводимых образовательных программах. Я хочу сказать, что мы привлекаем лучших педагогов и ученых не только нашего региона, но и приглашаем специалистов из ведущих вузов и школ страны. Вот, например, Протусевич Максим Яковлевич, который является членом экспертного совета фонда «Талант и успех», то есть учредителем которого является образовательный центр «Сириус», да, это директор президентского физико-математического лицея номер 239 города Санкт-Петербурга. Мы планируем в апреле этого года провести в том числе курсы повышения квалификации учителей математики с его участием на базе Бурятского госуниверситета. Уже у нас прошли программы в прошлом году с Постоваловым Кириллом Игоревичем, который является тренером Олимпиадной сборной Москвы по физике и преподавателем федерального центра «Сириус», и Плотниковым Александром Дмитриевичем, который тоже к нам приезжал в прошлом году, как раз проводил занятия по проектной деятельности, профессор, доктор наук. И вот такая практика вообще у нас будет продолжена. Ну, здесь вы видите, что в целом у нас принимают участие наши преподаватели, но о них мы расскажем немножечко позже. Значит, хочу отметить, что отдельно, да, что у нас, следующий слайд, значит, что у нас уже открылась и работает медицинская лаборатория, где мы реализуем программы по медицине. Это, конечно же, программа у нас реализуется с преподавателями мединститута Бурятского госуниверситета и базовым медицинским колледжем. Уже прошли программы, которые назывались «Погружение в профессию врача» и «Введение в практическую медицину». То есть детей у нас знакомят с работой терапевтов, хирургов, реаниматологов, учат проводить несложные процедуры. Значит, вот этот углубленный материал, который они изучают, как раз-таки поможет нашим ребятам познакомиться более плотно с профессией врача и пригодится при поступлении в профильные медицинские вузы. Вот как раз это фотографии как раз идут с нашей лаборатории. Вы видите, в нижнем
левом углу это стол Пирогова, высокотехнологичное оборудование, которое знакомит наших ребят с анатомией человека. Да, вот это вот ДНК. Да, это ДНК, и тоже очень... К нам приезжают не только ребята, но приезжают, конечно же, преподаватели со всех муниципальных образований нашей республики. Следующее. Что касается направлений искусства, мы предложили несколько направлений. Это у нас идут изобразительное искусство, дизайн, медиа, фото, видео, медиа и хореография. Приглашаем тоже ребят. Значит, все направления и что изучается в рамках данных направлений, вы видите прекрасно. Поэтому необходимо, конечно же, тоже... Вот здесь как раз наши преподаватели, которые представляют Восточно-Сибирский государственный институт культуры, это люди, которые давным-давно работают и знают свое мастерство, прекрасно представляют свое мастерство. Никитина Анна Александровна, художник-живописец, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, Тугай Анастасия Владимировна, хореограф, и молодой преподаватель, но уже полюбившийся нашим ребятам, Халаева Анна Сергеевна, она преподает современные танцы для наших детей. Следующее, вот здесь тоже показаны фотографии с наших занятий, как раз с направления живопись. Да. По итогам каждой смены дети проводят выставки по живописи, где представляют свою работу итоговую. Очень интересно, и у нас прошло практически 6 программ за в принципе, очень короткий срок. Мы открылись с сентября всего месяца, и у нас уже программа по живописи пользуется очень большим интересом. Да. Теперь, что касается спорта. Здесь мы совместно с Министерством спорта Республики Бурятия выделили 3 основных направления. Это интеллектуальный вид спорта, шахматы, это силовой вид спорта, вольная борьба и национальный вид спорта, стрельба из лука. Значит, преподавателями выступают представители федераций. Если мы, конечно, говорим про шахматы, то это Инна Заяновна Ибахинова, президент Федерации шахмат Республики Бурятия, гроссмейстер международный, депутат Народного хурала. Если мы говорим про стрельбу из лука, то здесь, конечно же, Федерация стрельбы из лука, Эрденеев Константин Дашич, заслуженный тренер нашей страны, да, Халудорова Зинаида Леонидовна. Если мы говорим про спортивную борьбу, то Дагбаев Батыр Владимирович, преподаватель Бурятского государственного университета, заведующий кафедрой, и Федерация, конечно же, спортивной борьбы Республики Бурятия в лице Сахияева Сергея Дорбажаповича. Я хочу отметить, что занятия проходят не только в нашем центре, но и у наших сетевых партнеров. Вот так, например, вы видите, что занятия по хореографии у нас проводятся на базе Восточно-Сибирского института культуры. Занятия по стрельбе из лука во вновь открывшемся здании регионального центра по стрельбе из лука, который находится недалеко от нас. А также мы организовываем занятия в высших учебных заведениях, научных институтах, школах, спортивных комплексах, учреждениях культуры. Каждая профильная смена у нас дополняется занятиями, которыми развивают у детей критическое мышление, социальные навыки, творческие и коммуникативные способности. То есть это блогинг, лидерство, самопрезентация, музыкально-игровые практикумы, скалолазание, уроки финансовой грамотности, практикумы по формированию здорового образа жизни. То есть каждый ребенок может выбрать те предметы, которые будут ему интересны. Кроме, конечно же, обучения, у нас дети посещают культурные мероприятия города, музеи, кинотеатры. Значит, мы приглашаем к нам детей Республики Бурятия. Регистрируйтесь на наших аккаунтах. Здесь вы видите наши странички в социальных сетях, наш сайт, адрес, наш телефон, наши электронные почты.
Ну и, конечно же, надеемся, что региональный центр станет тем пространством, той средой, в которой раскрываются способности и развиваются детские таланты. Приглашаем к нам. Спасибо за внимание. Угу. Так, коллеги, пожалуйста, может, какие-то вопросы есть, Зоя Александровна? Так, остановить демонстрацию. Так, пожалуйста. Угу. Вопросы? Кто-то спрашивал же, что-то хотел узнать, поэтому, пожалуйста. Как попасть, вам объяснили, да, что есть сайт. Почту еще раз можно на экран вывести? Спасибо. Ну, сейчас попробуем. Угу. Так. Вот. Сейчас. Это не вот почту. Сейчас. Я вам отправлю. Так, копировать. Я вам отправлю в чат. Вот почта электронная. Нет, это не, да? Нет, это не почта, это почта. Вот почте я отправила, а Вячеслав отправил сайт. Угу. Так, пожалуйста, коллеги, еще какие вопросы? А для учителей какие-то курсы у вас предполагаются? Для учителей у нас предполагаются курсы. Но я уже говорила, что с участием Максима Яковлевича Протусевича для учителей математики, значит, мы сейчас рассматриваем практические занятия для преподавателей химии, в том числе, ну, вот в этом процессе нам помогает Восточно-Сибирский технологический университет, и конкретно наш преподаватель, прошедший интенсивные образовательные программы курсы, вернее, повышения квалификации в образовательном центре «Сириус», Ида Александровна Алексеева, которая является в том числе вот на сегодняшний день председателем комиссии по олимпиадной химии. Поэтому круг занятий по повышению квалификации сейчас мы отрабатываем с нашими ведущими высшими учебными заведениями и ведущими преподавателями. Будем анонсировать, безусловно, будем направлять информацию, поэтому я думаю, что об этом вы точно узнаете. Вопрос, какая стоимость для детей? Я уже говорила в своем докладе, что у нас все абсолютно бесплатно. Если ребенок прошел конкурсный отбор, если он заявил о себе, если он является участником и победил в каких-то конкурсах, как, например, допустим, наша сегодняшняя конференция, да, то есть это абсолютно бесплатно. Вы услышали? Угу. Спасибо, говорят. Угу. Так, пожалуйста, еще какие вопросы есть? Так, я возвращаю камеру к себе обратно. Угу. Угу. Так, ну что, друзья мои, я считаю, что наше сотрудничество с центром Асториум будет очень продуктивным. Во-первых, первое наше участие заключается в том, что они выделили путевки всем тем, кто победил, но потом она расскажет, Зоя Александровна, как это будет реализовываться, потому что мы список призеров мы передадим, вот она потом расскажет, как это все будет происходить, какова система вот этой будет деятельности, да, вот как вы будете участвовать в этих программах. Просто единственное, вот гуманитарии, наверное, обратили внимание, что все программы, они, естественно, научной направленности, потому что там оборудование для медицины, там такой шикарный, вот как он стол называется? Пирогова. Стол Пирогова, шикарный стол, там получается, можно каждую косточку человека разглядеть, да, потому что это все в этом, в цифровом формате. И вот мы будем специально создавать, вот, в принципе, вот то, что вот вам дадут сейчас путевки, они будут ориентированы до конца этого учебного года. Потому что вы обратили внимание, что 40 человек у них общежитие. Сельские ребята будут жить там, пятиразово питаться, да, городские будут приходить и, ну, в смысле, завтракать дома, обедать полночь, они будут в этом уже работа непосредственно в Асториуме. Второй момент заключается в том, что мы продумаем программы гуманитарной направленности с использованием их цифрового оборудования, но тоже уже во втором полугодии. У нас такие переговоры ведутся с
Асториум, скорее всего, у нас было очень много нынче археологических работ, что с археологией связано будет обязательно, поэтому вы имеете в виду, но вы можете, если не если в других секциях попали, вы можете выбрать потом направление, потому что то, что сейчас рассказывал нам по географии Эдуард Аюрович, оно очень тесно перекликается с гуманитарной направленностью, да, вот то, что делает Вячеслав Александрович, тоже можно, мне кажется, сориентировать на вот те интересы, которые у вас возникают, в том числе и исследовательские. Так, пожалуйста, а можно по нескольким направлениям работать? Ну, в принципе, направление же у них школы работает одна, вот эти 10 дней вы работаете в одном направлении. Но потом вы можете поучаствовать в конкурсе, поучаствовать в конкурсе и на другие направления можете участвовать, конечно. У вас есть ребята, которые... Да, у нас есть ребята, которые приехали к нам уже и по второму, и по третьему разу, но это дети, которые, допустим, победили муниципальный этап по перечневым олимпиадам, которые сейчас идут, в том числе по ВСОЖ, да, которые приехали, вот сейчас ребята, которые набрали наивысшие, вернее, баллы, допустим, по тем или иным олимпиадам, мы их будем готовить индивидуально уже к региональному этапу, всероссийскому этапу. То есть вот это, конечно, наша непосредственная работа. То есть олимпиадная подготовка детей и второе направление научно-исследовательская работа. Вот эти две основные задачи, которые нам необходимо исполнить. Поэтому, если вы олимпиадники, то вы уже тоже попадаете автоматически на конференцию в Асториум. Поэтому мы сейчас вот как раз собрались здесь сегодня, еще пообсуждаем с Зоей Александровной, какие мы можем совместно направления сделать. Наш БГУ и наше движение исследователей уже обсуждали курсы повышения квалификации с привлечением Александра Владимировича Леонтовича. Вы все, еще раз я вам делаю рекламу, что вы можете принять участие в еще одной конференции, которую проводит Брестский государственный университет. Это в конце февраля. Республиканский тур «Чтение Вернадского». Там у нас чтение Вернадского подразделяется на 3 этапа. Первый, я исследователь в мартовские каникулы на базе школы-интерната РЖД. Пока думаем провести очно, да. Я тропой Вернадского, это на базе Слюдянкинской школы РЖД, тоже в мартовские каникулы. Пока тоже планируем очно, смотрим, что будет происходить дальше. Ну и тур чтения Вернадского, который будет проходить в конце февраля, чтобы мы могли рекомендовать школьников для участия в Москве. Но здесь самое главное заключается в том, что чтение Вернадского в этом году будет проходить также на платформе Canvas, то есть в дистанционном режиме. Поэтому выезда в Москву не будет, но шанс получить призы и в участии, не выезжая с места, я думаю, это тоже очень хороший результат, который вы можете получить сейчас, используя все сегодняшние информационные ресурсы. Так, пожалуйста, еще какие вопросы есть? Хорошо, спасибо, говорят. Очень интересно. Вы раньше, кто раньше слышал об Асториуме? Поднимите руки. Так, никто руки не поднимает. А вот Вова не слышал, Даша Кудряшова слышала. А кто участвовал в программах Асториума? Поднимите руки. Я была в Асториуме. Так, Анна Тютрина была, молодец. Даша Кудряшова была. То есть, в принципе, вам понравилось, Аня? Да, это была совсем первая смена, и, честно говоря, сильная программа. Я была на медицине, мне очень понравилось. Вот очень много нового узнала. Вот. Поэтому, так, Светлана, вы где? Вы на какой смене были? Руку поднимали, Светлана. Я поняла, что я знаю об этом, но только подробно узнала сегодня. Спасибо большое. Это у нас коллеги, это учителя у нас. Угу. Я, говорит, была на вручении паспортов. Угу. Брушинский гор по программе в 12 часов будет сейчас закрытие и объявление победителей. Поэтому мы интригу держим. Жарникова Анастасия была. Ты на какой смене была, Настя? Настя, мы тебя не слышим. На какой программе была? Ну, ничего не слышно. Так, ну хорошо. Спасибо большое, Зоя Александровна, за виртуальную экскурсию. Показала замечательные кабинеты, замечательное оборудование, замечательная столовая.
мы просто экскурсии Бурятского государственного, они сейчас проводят экскурсии всех образовательных учреждений, чтобы они видели, куда отправляют школьников, какие совместные программы можно продумать. Замечательное проживание, двухместные, трехместные комнаты. Поэтому я думаю, что есть к чему стремиться, и я думаю, что замечательный опыт участия в этих программах – это тоже достаточно хорошее дело. Да? Поэтому это сотрудничество с Асториум, оно придет к тому, что много наших школьников, они, кстати, готовы выделять призовые места для призовых мест и в чтениях Вернадского, и в других программах, которые мы будем проводить именно вот на базе нашего движения исследователей. Так, ну хорошо, двигаемся дальше. Мы приближаемся к 12:02, все стараемся по времени, друзья мои. Я прямо сегодня, после вчерашних пережитых катаклизмов и стрессов, я сегодня так немножко поспокойнее, готова ко всему. И вы имеете в виду, что все, что сегодня сейчас происходит, оно... все, что сейчас происходит, оно транслируется в Ютубе, и потом можно будет еще раз посмотреть, да, поэтому и лекцию, и виртуальную экскурсию в Центр Асториум, я думаю, это тоже очень замечательно. Так, сейчас я приглашаю к микрофону Светлану Александровну Юнхай, члена оргкомитета, кандидата педагогических наук, начальника управления, учебно-педагогического управления Бурятского государственного университета, который расскажет о том, что происходило у нас за эти дни. Светлана Александровна, вы на связи. Добрый день, уважаемые участники нашего конкурса. С большим удовольствием мы работали с вами и в этом году. Вообще, конечно, отрадно, что вот уже 15 лет под руководством нашего председателя мы работаем в составе оргкомитета. Есть среди нас уже очень много экспертов, которые ежегодно, да, работают с образовательными учреждениями, да, и, конечно же, есть педагоги, да, с которыми мы уже лично знакомы, и видим вот этот рост, да, на примере тех школьников, которые принимают участие. Ну, по итогам работы, скажем так, да, вот первого дня я хотела бы сейчас сразу же озвучить, да, вот пожелания, которые высказывают наши эксперты, потому что вы работали каждый, да, в своей секции, и если мы с вами говорили о том, что, значит, нужно, конечно же, учитывать, да, вот эти пожелания, то вот сегодня есть такая возможность подвести небольшой итог. Ну, начну я, конечно же, с плюсов. Да? Почему? Потому что в этом году в нашем конкурсе, да, в республиканском туре приняло участие более 100 учащихся, да, соответственно, педагогов 44 образовательных учреждений Республики Бурятия. Это разные образовательные организации. Это и школы, это лицеи, гимназии, а также учреждения дополнительного образования. И вот наши эксперты отметили, что в этом году большинство учащихся вот, уже чувствуется очень уверенно, отвечали на вопросы экспертов в секциях. Эксперты отмечают творческий подход к презентации, практика, ориентированный характер выбранных исследований, актуальность выбранных тем. И вот в отдельных исследованиях прямо прозвучали такие очень хорошие, интересные идеи, да. И самое главное, что отметили эксперты, вот, пожалуй, впервые в этом году многие исследования закончились даже определенными практическими рекомендациями. Ну вот, в частности, в качестве примера, секция медицина, и, значит, в одной из работ отмечают, значит, где было исследование по охране здоровья населения нашей республики, вот в конце прямо даются, да, такие очень хорошие, да, рекомендации. Но, конечно же, помимо вот таких положительных моментов, мы с вами выделяем, да, моменты, на которые нужно обращать внимание. Возможно, среди них вот повторяющиеся, да, замечания из года в год, потому что мы же тоже с вами учимся, да. Ну, первое, конечно, это оформление самой работы, которую вы отправляете на конкурс, да. Во-первых, всегда нужно указывать, да, список литературы. Вот какие источники вы использовали, да, потому что это исследовательская работа, мы с вами уже опираемся на чей-то опыт, да, анализируем уже имеющиеся источники. Следующее, конечно же, да, это обязательное присутствие, да, в тексте ссылок, да, потому что вот сегодня есть такое понятие, как антиплагиат, да, и вот ссылки позволяют нам увидеть, да, что вы используете эти источники, да, именно из этого источника вы показываете какие-то данные.
Эксперты отметили, что в ряде работ по-прежнему встречаются ошибки стилистические, ошибки технического характера, да, поэтому, конечно же, при оформлении работы нужно соблюдать нормы, да, ну, элементарно, это единый шрифт, да, как правило, у нас такой есть единый, да, шрифт Times New Roman, это, естественно, размеры шрифта, да, 14, а вот в таблицах, да, и в каких-то приложениях допускается 12 шрифт, это выравнивание текста, да. Следующее, конечно же, это сам титульный лист. Титульный лист, можно сказать, что это как визитка, да, человека, который подготовил свою работу. Вот мы с вами даем какие-то визитки при знакомстве. Точно так же вот и ваша работа, титульный лист, это есть показатель того, кто есть уже автор. Да? Вот на это тоже нужно обращать внимание. Следующее – это сама работа. Сама работа. Какие были замечания? Во-первых, формулировка названия работы. Вот, к сожалению, иногда берут такое большое, объемное название, и в итоге человек немножко теряется, да, он не совсем видит все-таки конечный результат, который он хотел бы показать, да, поэтому вот вместе с научными руководителями, да, наверное, нужно тоже этому учиться, да, формулировать название работы, это должно быть четкое понимание того, что я буду исследовать, да, что я буду изучать, соответственно, четкая формулировка цели. Цель, мы говорим, это всегда есть как бы то, что в будущем мы видим как результат, да, и, соответственно, вот формулировка цели, объекта, предмета исследования, да, это тоже очень важно. Далее, выбор инструментария исследования. Не только выбираем мы с вами количественные методы исследования, но и качественные, да. Также анализ источников. Вот эксперты отмечают, да, что стали больше использовать научную литературу, да, но по-прежнему иногда вот ссылаются, скажем, на материалы с интернета. Конечно, это не возбраняется, но надо обращать внимание на научную литературу, да, поскольку все-таки у нас это научное исследование. Ну и, конечно же, да, это выводы. Выводы – это вот как бы итог вашей работы, да, они должны соответствовать содержанию работы, цели исследования. А, к сожалению, иногда содержание, да, и выводы, они расходятся. Вот на это тоже нужно обращать внимание. Третье – это подготовка уже самой презентации, да, когда вы планируете, да, выступать. Здесь на что нужно обратить внимание? Во-первых, это, конечно же, ну, самые элементарные правила оформления презентации. Ну, например, цветовая гамма, да, вот есть определенные требования, какие лучше использовать цвета, там, например, да, какой должен быть фон, размеры шрифта и так далее. Нужно посмотреть литературу, да, еще раз внимательно на это обращаем внимание. Ну, конечно же, не должно быть ошибок, да, на слайдах. Предварительно нужно внимательно посмотреть, да, все-таки, я уже говорила, это показатель, да, общей культуры исследователя. Любой слайд не должен быть перегружен текстом. Вот иногда может быть одна картинка, да, или какой-то символ, и это может передать все самое главное содержание, да, потому что все-таки мы с вами говорим, слайдовая презентация – это вот сопровождение. Вы можете много проговорить, да, а вот на слайде передать самую-самую суть. Ну и не нужно, конечно, зачитывать, да, то, что там вот прямо прописано слово в слово. И я думаю, что вот на это тоже нужно обратить внимание. Далее сама процедура защиты. Во-первых, это вот всегда мы, конечно же, с этим, ну, пытаемся, да, как бы работать. Соблюдение регламента. Понятно, что вот вчера, к сожалению, да, вот технические моменты заставляли иногда где-то спешить, да, волнение. Это все, естественно, то, что позволяет нам немножко уйти, да, скажем, от запланированного времени. Но вот заранее нужно попробовать порепетировать, скажем, дома, там, перед зеркалом, например, да, когда вы каждый, скажем, да, вот заставляете себя вот с будильника посмотреть, да, итак, насколько все-таки выходит мое выступление, да, долго и много раз не нужно читать, но 1-2 там раза, например, да. Следующее, я уже говорила, да, это, конечно же, логика рассуждения. То есть вот постепенно вы можете от общего прийти к главному или наоборот, да, от главного, да, прийти к какому-то общему, скажем, да, вопросу. Владение основными понятиями. Вот владение понятийным аппаратом показывает, насколько человек действительно уже очень хорошо отработал, да, проблему, в которой он разбирается. Следующее, конечно, готовность к таким вот необычным, скажем так, да, вопросам. Это может быть вопрос как от участников секции, школьников, педагогов, да, так и от самих экспертов. И вот аргументированно ответить, конечно же, да, это очень тоже важно. То есть постепенно, конечно, мы с вами работаем, да, над таким умением, как
умение устно, да, защищать, представлять свою работу. Ну и последнее пожелание – это в большей степени, конечно, для наших научных руководителей, педагогов, которые вот сегодня тоже, наверное, присутствуют, переживают за своих, скажем так, да, школьников. Мы хотели бы обратить внимание, да, в первую очередь на все-таки вот сами организационные моменты. Письмо, рассылка о проведении конкурса, да, у нас рассылается заранее, за месяц, там, даже за 2, скажем, до момента проведения. И вот мы хотели бы, чтобы свои работы, да, работы учащихся вы присылали все-таки, ну, хотя бы как минимум, да, за неделю-полторы до начала конкурса. Когда остается 1-2 дня, то, к сожалению, вот в такой спешке мы можем кого-то пропустить, а потом ребята говорят, вот нас не указали в программе, да, это первое. Но если мы сегодня вот проводим в режиме онлайн, то есть возможность, да, вставить, скажем, да, а вот если мы печатаем заранее, да, то ведь типография тоже это все такие моменты, которые, ну, должны быть продуманы. Поэтому большая просьба все-таки отправлять работы, да, в общем-то, ну, как в те обозначенные сроки, которые представлены в информационном письме. Следующее, конечно же, да, это вот пожелание руководителям такое вот постоянное, системное сопровождение, да, учащихся. Ну вот замечательно, да, когда среди наших педагогов, я не буду, да, чтобы кого-то не обидеть, не забыть, да, произносить эти имена, но вот когда педагоги начинают работать с учениками там, в 7-8 классе, даже ранее, и мы видим иногда, что из года в год тема как будто бы исследования остается, да, единой, но каждый раз, да, школьник что-то вносит более новое, интересное, дорабатывает, и вот уже к старшим классам, 10-11, эта работа очень такая весомая, да, конечно же, вот такой системный подход, да, он очень приветствуется. Следующее, я думаю, что, наверное, мы понимаем, меняются требования, да, меняются какие-то моменты, возможно, необходимо проведение предварительных консультаций, обучающих семинаров. Вы всегда можете подавать заявку, ну вот, например, через Марину Геннадьевну, да, и мы всегда готовы вот, дистанционно, если можно, в режиме офлайн, да, провести краткие консультации для того, чтобы все-таки вот эти работы действительно были, в общем-то, ну, в том таком виде, да, который в дальнейшем можно было представлять. Ну и, конечно же, да, вот такое общее пожелание всем нашим участникам. Вы, наверное, еще не в одном конкурсе будете принимать участие, да, и шаг в будущее. И вот у нас в феврале будет проводиться конкурс имени Вернадского, да. На следующий год среди участников есть школьники 5-х, 7-х, 8-х, да, классов. Вот мы хотели бы вам пожелать вот найти такую, знаете, изюминку, да, в своей работе и в дальнейшем, конечно же, в представлении своей работы. Это очень важно, да, вот такой креативный подход, показать что-то, да, вот что заинтересует. Например, конечно же, вы должны быть еще и готовы к таким обстоятельствам. Возможно, вы готовились принимать участие очно, и вдруг вот объявляют, да, ну, как сейчас, да, вот в связи с событиями у нас, да, распространением коронавируса, что мы проводим, да, в режиме дистанционном. Значит, какая-то изюминка должна быть в вашей презентации. Вот у нас, я помню, Марина Геннадьевна всегда приводит пример, да, когда школьница выезжала на один из московских туров, и она в то время, да, вот, как, ну, наверное, одна из первых, да, появилась на защите в очень таком красивом, богатом, да, национальном бурятском костюме. И эксперты, конечно же, да, московские, просто были даже этим уже сражены. Или, например, вот у нас, я забыла фамилию мальчика, да, но он из года в год принимал участие в секции биологии, у него была работа, связанная с изучением бабочек, да. Понимаете, он всегда привозил свою коллекцию в самых разных коробочках, даже элементарная коробочка из-под конфет, да, но много не нужно было говорить. Вот он уже этой коробочкой, да, заинтересовал всех. Вот в округе, кто бы там ни подходил, когда проводилось в открытом формате, всем было интересно, а что там в коробочке, да? То есть вот это умение найти эту изюминку и показать, заострить внимание на этой изюминке. Уважаемые участники, ну а в целом, конечно, хотелось бы отметить, что действительно в этом году уровень, да, значительно вырос. Вот это отмечают все эксперты. Уровень самих работ, уровень вот тех границ, за которые вы выходите, да, потому что действительно появляется интерес к темам, да, такого регионального, да, значения. Это краеведческие, конечно же, да, исследования. Ну и еще что отмечают наши эксперты, это то, что наконец-то вот у нас больше становится исследований, да, вот в таких секциях, как математика, информатика, да, потому что вот в одно время гуманитариев было очень много. Мы, конечно, не хотим сказать, да, что и здесь это
Любые исследования приветствуются. Ну, а в целом вот такие общие пожелания. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Александровна. Я думаю, может, вопросы есть, коллеги? Учителя сидят у нас, присутствуют, школьники. Может, какие-то вопросы есть по поводу вот, оформления работ и так далее. Очень подробно анализ сделала всех экспертных листов. Экспертная работа была вчера тоже в таких... Спасибо за замечание. Учтем на будущее. Любовь Юрьевна, спасибо большое. Мы считаем, что все-таки национальное достояние России – это площадка для подготовки будущих исследователей. Давайте краткий такой экскурс проведем, что у нас происходило сегодня на... У нас есть презентация, видна она? Так, ну, вчера мы открыли в панике, конечно, много не попало экспертов на открытие, но, по крайней мере, наш проректор по исследовательской работе, который вместе с нами с 2010 года, она тоже принимала участие в открытии, я думаю, что тоже имеет большое значение для развития и нашего университета, нашей конференции. Секция первая «История краеведения», 2 эксперта: Виктория Владимировна, доктор исторических наук, и Нолев Евгений Владимирович, кандидат наук, председатель Совета молодых ученых, аспирантов ИБИС СУРАН. Присутствовал на заседании учащихся 12, учителей было 5. Товарищи, коллеги, учителя, я вас очень прошу, напишите на исследователь 03 все свои фамилии, кто присутствовал на секциях и на конференции. Мы вам по итогам нашей конференции выдадим свидетельство о том, что вы прошли курсы, участвовали в научно-методическом семинаре в рамках конференции. Я думаю, вам пригодится при аттестации. Да, вот здесь 5 учителей присутствуют. Я считаю, что они тоже получили достаточно большой опыт о том, как другие выступают, как эксперты анализируют и так далее. Да. Заявлено 10 докладов, состоялось 12 докладов. То есть появились 2 новых человека. Вот секция «История краеведения». Там были очень интересные работы, да, которые все были с презентациями. Следующая секция «Культурология, религиоведение». В этом году мы отдельно ее выделили, потому что очень много работ было связанных с историей именно культурных мест, с историей религии было очень много мест. У нас есть специальная кафедра религиоведения, поэтому здесь экспертами были Ахамдуллина Светлана Зинатовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры религиоведения, заместитель декана по учебной работе, и Чудурова Ржена Дондоповна, кандидат философских наук, культуролог, кстати, доцент кафедры философии Бурятского государственного университета. Присутствовало на заседании 9 учащихся, учителей было 4, заявлено 10, состоялось 9 докладов. Да? Так, вот доклады секции обществознания и культурологии. Мы маленькие такие снимки делали в каждой сессии, в каждом сессионном зале. Секция 3. Обществознание мы поделили на несколько секций. Очень много было в этом году работ, которые связаны с социологическими исследованиями, поэтому мы выделили секцию социологии и права. Большима Елена Панфиловна, кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии, кстати, председатель ЕГЭ по обществознанию у нас в республике, и Будаев Батыр Салбонович, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии исторического факультета БГУ. Присутствовало на заседании 6 учащихся, учителей было тоже 6, количество докладов заявлено было 7, состоялось 6 докладов. Тот один, видимо, не пришел. Вот обществознание, социология и право, да? Секция обществознания и экономика тоже выделилась в отдельную группу, потому что было очень много интересных докладов, связанных с экономическими основами. Все-таки, видимо, введение предмета финансовая грамотность повлияло на рост работ, связанных с экономикой. Да? Здесь экспертами были преподаватели нашего Института экономики и управления, Нагастаева Ирина Олеговна, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента Института экономики и управления, и Ухакшинова Елена Маркеловна, старший преподаватель кафедры менеджмента, экономист, которые вот как раз рассматривали эти доклады. Присутствовало учащихся 9, учителей 1, количество докладов было заявлено 7, состоялось 7. Значит, несколько докладов были парные. Да? Вот, пожалуйста, какие интересные вещи предлагали наши исследователи. Секция 5. В этом году удивительный поток был лингвистов и литературоведов. Мы раньше никогда не делили секцию, у нас была русская языка и литература, никогда не делили секцию, а в этом году очень много было лингвистических докладов, почти больше 10, и были доклады, связанные с литературоведческой деятельностью. Поэтому мы их разделили на 2 разные секции. Это была секция лингвистика.
где тоже наш активный эксперт Харнут Сударим Шагдурну, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и языкознания, известный лингвист в Республике Бурятия, работает в Институте массовой филологии, массовых иностранных слов, массовых коммуникаций. И Сактоева Ирма Владимировна, кандидат психологических наук, но она является доцентом кафедры иностранных языков, преподаватель английского языка, Института филологии, иностранных слов, массовых коммуникаций. Ну и по совместительству она директор Дома научной коллаборации у нас в Бурятском государственном университете. На заседании присутствовало 13 учащихся, учителей 9, количество докладов было 12, да, один доклад не состоялся. Вот секция лингвистика, да, фразеологизмы, то, о чем одна из тем, которая была в это время. Следующая секция литературоведение. Эксперты Бадуева Гунсумат Сыдыповна, кандидат филологических наук, но доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии иностранных и массовой коммуникации БГУ. И Жорненко Марина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, специалист учебно-методического управления нашего Бурятского государственного университета. Присутствовало 6 человек, количество докладов было заявлено 8, учителей присутствовало 1, составило 6 докладов, да, поэтому здесь тоже по каким-то причинам кто-то не смог выступить. Так, следующая секция медицина, которая была самая у нас проблемная, потому что эксперты вовремя не зашли, нам пришлось отдельно Zoom для них открывать. Но я думаю, они очень достойны. Что мне понравилось в этой ситуации, коллеги, члены учащиеся этой секции, учителя, они достойно, спокойно ждали, за секунду переселились в другое пространство, поэтому я считаю, что вот это, конечно, молодцы ребята, но у них секция состоялась. Здесь экспертами были представители медицинского института нашего Бурятского государственного университета, Родная Ольга Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии медицинского института, и Павлова Маргарита Семеновна, преподаватель кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины с курсом общественного здравоохранения, заместитель директора по воспитательной работе медицинского института Бурятского государственного университета. Присутствие на заседании секции 7, хотя было заявлено 9 докладов и состоялось 8 докладов, да, то есть что-то вот здесь я не поняла. Угу. Видимо, кто-то 2 доклада делал, да, поэтому здесь такая ситуация. Так, секция 8 – это биология. Кстати, раньше она была самой многочисленной, в этом году что-то она так тоже большая, но мы не стали ее делить на ботанику и зоологию, поэтому здесь были представители 2 направлений, да. Басхая Татьяна Георгиевна, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники факультета биологии и географии землепользования БГУ, и Мункой Наталья Александровна, кандидат биологических наук, она является экспертом судебного департамента Республики Бурятия, но она является зоологом, да, поэтому и то направление было рассмотрено. Поэтому присутствовало на заседании учащихся 12, учителей 1, докладов было 11, состоялось 10 докладов. Вот секция биологии, да, какие пробы берут и так далее. Самая интересная секция, потому что, мне кажется, здесь это все, что рядом можно изучать. Угу. Секция 9. В этом году она такая сборная получилась, потому что на стыке географии, химии и экологии были доклады. Самый наш опытнейший эксперт, который с нами с 2008 года работает, это Бабик Владимир Александрович, кандидат географических наук, доцент кафедры технологического образования и профессионального обучения педагогического института БГУ, и Балсан Лариса Владимировна, кандидат химических наук, доцент кафедры органической и неорганической химии химического факультета БГУ. Кстати, Владимир Александрович и Лариса Владимировна по своим направлениям ведут предметы еще экологии. Экология в географии, экология в химии. Да? Присутствует на заседании секции 7 человек, учителей 2, заявлено 7 докладов, состоялось 5 докладов. Да? То есть самая такая какая-то малочисленная секция у нас получилась. Естественно, вот такой математический, физико-математический блок, он в этом году тоже был достаточно сборный, потому что там по 1, по 2 доклада было. Поэтому мы объединили 10-ю секцию математика, информационные технологии, физики. Ну и что Альбина Борисовна, что Антонина Антоновна, они тоже специалисты вот такой математический. Но они сказали, что эта работа были все связаны с элементами физики, да. Домбой Альбина Борисовна, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой общей теоретической физики, физико-технического факультета БГУ. И Танханова Антонина Антоновна, кандидат педагогических наук, она специалист по информатике, доцент, заведующий кафедрой вычислительной техники, информатики, физико-технического факультета БГУ. Было присутствовано занятие учащихся 11, учителя 1, заявлено 11 докладов и состоялось 11 докладов. Да? Замечательно. Все, кто заявили, все выступили. Вот, пожалуйста, секция 10, математика, информационные технологии,
и физика, вот как раз те ребята, которым очень будет интересно, и мне кажется, платформа Сириуса, да, для того, чтобы двигаться дальше и развивать свои знания и интеллект. Да. Площадка, еще сказал? Площадка Асториума, да? Асториум, а не Сириуса. Угу. Секция 11, ну тоже мы вынуждены были ее создать, потому что было 8 докладов по именно чисто психологические доклады, хотя мы обществознание объединить, но в связи с тем, что чтобы было время вас всех выслушать, поэтому мы разделили, много секций сделали, да? Здесь экспертом были Туяна Цыбановна Тудупова, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей социальной психологии, социально-психологического факультета БГУ, и Бадмая Наталья Циденна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей социальной психологии, социально-психологического факультета БГУ. Было 7 докладчиков, заявлено столько, все доклады состоялись. И, кстати, эксперты этой секции отмечали очень высокий уровень работ, что вот за годы есть рост. Но я думаю, что отношение и количество работ увеличилось. Раньше 1-2 работы были по психологии, а сейчас целую секцию собрали. Поэтому я думаю, что это тоже возможности нам рассматривать работы все-таки в ключе одного научного знания. Да? Вот, пожалуйста, секция психологии. Как раз я туда заходила посмотреть, как происходит работа. Да? Ну, количество участников, вы вчера еще заявили, что было под 100 заявлений, но вот количество 94 реально выступило школьников на всех секциях. Да? Мы можем называться уже не региональным, а межрегиональным конкурсом, потому что у нас присутствовали, ну вот питерский, так, видимо, не проснулся, но Слюдянка, Иркутская область и Красноярский школьник, они были, выступали, и мне здесь отрадно, что руководитель красноярского школьника, один из руководителей, это наш бывший студент Дикий, да, который закончил исторический факультет. Я думаю, что это тоже вот как раз интерес наших, что наши студенты работают в разных городах и неплохо работают. Да? Значит, представлены город Улан-Удэ следующими школами, вы видите на слайде, да, 2, 9, 32, 42, 46, 51, 57, 33 гимназия, лицей 27, лицей интернат 61. И наш центр научной коллаборации, который при БГУ находится, это тоже система доп. Образования. Да? Хоринский район представлен Тегдинской, Хоринской школой 2, Хоринской школой номер 1 имени Жанаева, Кяхтинский район 2 школами 3 и 4, Акинский район Орликской школы представлен, Иранинский район Можайская, Сосновоозерская школа номер 2, Прибайкальский район Старо-Татаурская школа, Ильинская школа, Турунтайская районная гимназия. Заиграевский район, Находский дом детского творчества, он постоянно принимает у нас участие, да, и Шпало-Заводская школа, тоже наши активные партнеры во всех программах, которые проводят Институт непрерывного образования и движение исследователей. Джидинский район, Петропавловская районная гимназия, Баунтовский район, Богдаринская школа, и Богдаринский Венкийская школа-интернат, Мухшибирский район, Саганурская школа, тоже наш партнер, Тугнуйская школа, МБОУ, Центр дополнительного образования. В Баргузинском районе Центр дополнительного образования Подлиморье, тоже да, наш партнер и сетевое взаимодействие с ними организовано. Да. Усть-Баргузинская школа имени Шелковникова, там тоже активно работают учителя, которые принимают участие ежегодно в нашей конференции. Да. Курумканский район – это дополнительный дом творчества, да. Курумканская школа, Моготинская школа именно и районный центр дополнительного образования. Бичурский район, Малокуналейская школа, Киноключевская школа, и Волгинский район, Нижняя Волгинская школа, Кижингинский район, Кижингинская станция юных туристов и Селенгинский район, Селенгинская школа. Итого представители 44 образовательных организаций. Я считаю, что достаточно хороший был у вас конкурентная среда, 94 участника, 44 образовательных организаций. В рамках нашего конференции была образовательная программа, достаточно интересная. Мы впервые приглашали Зайгану Валентину Викторовну, техники определения профессионального выбора. И я думаю, что там что-то интересное вы подчеркнули для того, чтобы как определиться своим профессиональным выбором, что очень важно для жизни. И посвященный Году культурного наследия народов России, это лаборатория социальных инноваций байкальская этника Сажида Растамова-Баталова. Я думаю, там очень много полезного было для учителей. Поэтому презентации их мы соберем и вам отправим, чтобы вы могли работать и использовать для своей работы, что тоже очень важно и интересно. Да? А Валентину Викторовну вы можете приглашать для своих школ, чтобы она проводила вот такие профессиональные, на профессиональное самоопределение, занятия. Тем более сейчас в Zoom
можно приглашать с любого региона, в том числе с любого района Республики Бурятия, да? Марина Геннадьевна, извините, пожалуйста, да? Вот если вы сейчас свою презентацию закроете, я точно такую же открою. Буквально вот успели сейчас вставить по сегодняшней образовательной программе, да, тоже пару слайдов. Хорошо, все, закрываем. Давай. Угу. Так, а я пока почитаю, что в чатах проходит, да? Угу. Что в чатах пишут, так. Так, напишите, пожалуйста, электронный адрес исследователь 03. Так, сейчас напишем. Что у нас, что за фамилия, имена? Угу. А, это вы пишете учителя, кто учителя были? А, все, поняла, кто учителя пишет. Так, сейчас пишу электронный адрес. Угу. Исследовательница. Марина Геннадьевна, все готово. Хорошо. Сейчас я отправлю. Угу. Так. Так. Ну тогда вы листайте. Угу. Вот сегодня у нас была образовательная программа «Профессорский час России и Монголии. Вечные соседи, надежные друзья». Кстати, Зое Александровне понравилась лекция. Я думаю, что в перспективе он будет записан на вот их мощнейшем супероборудовании для видеолекций, для вот такого, как мы говорим, познавательного, да, то есть научно-познавательная лекция будет, да, вот таких лекторов мы подберем для Асториума, чтобы они могли уже транслироваться и вот рассказывать о новых интересных вещах. Следующая лекция, я думаю, будет про Доржи Банзарова. Ой, я забыла провести викторину про Доржи Банзарова. Поэтому к победителям мы пока не обращаемся. Сейчас закрывай презентацию. Угу. Будем держать интригу. Угу. Так. Закрывай, Светлана Александровна. Угу. Я тоже тут себя закрываю. Как бы не закрыть то, что нам нужно. Так, пока это я убираю, да, так, я, значит, сейчас, у нас же викторина же есть же про Доржи Банзарова, как я забыла-то, как вот, видите, уже беда неловко. Угу. 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 Так, сейчас. Так, значит, посмотрите, друзья мои, у вас еще есть возможность получить маленькие призы от Бурятского государственного университета. Видная презентация? Так, да. Светлана Александровна, вы смотрите, кто принимает участие, потому что у них там фамилии написаны, руку поднимают, и мы отвечаем, и те, кто наберет больше максимальное количество баллов, мы дадим призы, книги от исторического факультета Бурятского государственного университета. Вы знаете, что в этом году 200 лет великому бурятскому ученому Доржи Банзарову. Так, первый вопрос. Назовите автора скульптуры, в каком году она была создана. Так. Где находится скульптура, кто мне скажет? Возле первого корпуса БГУ. В 1957 году. Угу. Вы руки поднимайте. Так, Анна, мы тебя услышали. А кто автор, вы не можете сказать, да? Валерий Чемитов подняла руку. Пожалуйста, Валерий. Угу. Здравствуйте, Вампилов. И в каком году? Не знаю. Так. Александр Иванович Тимин, автор этого проекта. Памятник поставлен в 1957 году. Так, пока у нас нет вариантов правильных ответов. Смотрим дальше. Где родился первый бурятский ученый Доржи Банзаров? Так, Анатолий Малыгин первый. Так, пожалуйста. Учеты. Какой учеты? Их два учеты, Анатолий. Второй был Алиф Иса. Это Забайкальская область? Нет, неправильно. Так, пожалуйста, кто еще? Теслева Ева.
Нижние и учетные. Конечно, нижние учеты. Нижние учеты. Базаров родился в Улусе-Кутютеевском, который расположен в Забайкальской области. Почему в Забайкальской области? Неправильно? Это вот неправильный источник. Он в Учетовской долине, это Улус-Дудовые-Учеты, Республика Бурятия. Сейчас это Нижние Учеты. Сейчас выговор сделаю, кто делал презентацию. Так, так, к какому сословию относилась семья Даржибанзарова? Вот это как раз возле Нижнего Учета этот памятник стоит. Анна Тютрина. Бурят-казак. Молодец. Да, было казаческое сословие. Казаческое сословие. Так, Аня, уже что-то получаешь. Где Даржибанзаров получил начальное образование? В училище. Опять Анна Тютрина. Так, Аня, говори. В Николаевском училище. Атамана Николаевском. Так, еще какие варианты ответа есть? Теслева Ева. Правильно. Так, 1 год он обучался в Харанцайском приходском училище в 9 лет. Да, как раз таки. А потом уже Троицкое. Ага. Открыли ответ. Получается, Аня и Ева, вы получаете по дополнительному баллу. Светлана Александровна контролирует. Так, следующий, вот видите, это как раз такой стенд стоит возле деревни села Нижние Учеты. Так, следующий слайд. Кто ходатайствовал о продолжении учебы Даржибанзарова? Так, кто подняли первую руку? Анатолий Малыгин. Звук. Отвечай. Анатолий, отвечай. Также Анна Тютрина рука есть. Анна? Селенгинской степной думы. Не, кто ходатайствовался о учебе? Так, это Батуева Адиса ответила? Да, Батуева Адиса. Угу. А кто именно? Даржи Буентуев, Цакто Чемитов, Гыпыла Будаева. Это те, кто поехали, да? То есть самое главное был Тайша Селенгинской думы Вампилов, да, который рекомендовал Даржибанзаров. Так, засчитываем. Кто там, Адиси, да? Так, следующий слайд. Где продолжил школьное образование Даржибанзаров? В Казанской гимназии, в Казанской мужской гимназии. Это тоже Адиса? Да, это тоже Адиса ответила. Только Адису руку надо поднимать, Адиса. А так, ну... Так, Адиса, уже тоже баллы зарабатывать. Казанская гимназия, правильно. Следующий вопрос. Какими языками владел Даржибанзаров? Это они, наверное, уже зашли в тот... Так, какими языками владел Даржибанзаров? Можно мне, пожалуйста? Кто? Можно Батуева Адиса? Теслева Ева подняла руку. Так, отвечаю, можно, да? Да. Так, монгольский, маньчжурский, французский, калмыцкий, тибетский, немецкий. Владела немного латинским, но хорошо разбирался в английском и тюркских языках. Вот представляете, какой был специалист Даржибанзаров в условиях того времени, о котором мы с вами говорим, да? А мы с вами ни один язык выучить не можем, да? Так, дальше, следующий вопрос, спасибо. Так, баллы считай, пожалуйста, Светлана Александровна. Так, в каком университете учился Даржибанзаров? Так. Опять Ева первая подняла. Ну, говори. Ева была первая. В Казанском университете. В Казанском университете. В прошлом году наши представители Бурятского государственного университета выезжали, и вот было открытие мемориальной доски на Казанском государственном университете. Так, следующий. На каком факультете учился Даржибанзаров? Батуева Адиса. Востоковедение. В философском восточном направлении. Так, ну засчитаем, Адиса, хорошо. Следующий вопрос. Назовите зачинателей отечественного монголоведения, автора основополагающих трудов в области монголоведения, буддологии, тибетологии, наставника Даржибанзарова. Кто это? Анна Тютрина. Это был Осип Ковалевский. Ковалевский, конечно. Ковалевский. Профессор, историк Осип Михайлович Ковалевский. Ну, вот здесь внизу подсказка-то есть-то, да, кто умеет читать. Хорошо, они засчитали. Двигаемся дальше. Как называлась кандидатская диссертация Даржибанзарова? Ну, у нас, видимо, Аня готовилась. Одни и те же участники, ну, готовились, наверное, да? Наверное, готовились. Так, пожалуйста. Так. Ну, Ева была первая. Так, он защитил диссертацию, которая называлась «Черная вера» или «Шаманство у монголов». Да.
«Черные верли шаманства монголов». Была кандидатская диссертация, они очень многие знают, она несколько раз переиздавалась, и до сих пор является источником для исследования, для исследователей современных. Так, о ком праздник Даржибанзаров впервые рассказал в СМИ в газете «Казанской губернской ведомости» в 1846 году. Ева подняла руку. Ну, давай, Ева была. Он рассказал статью, выложил, точнее, написала статья о Новом годе у монголов, получается. Как называется? Новый год у монголов. Как я помню. Так, да. Белый месяц, празднование Нового года белый месяц, монголов. да. Сагалган. Кстати, в преддверии которого мы с вами находимся. 2 февраля будет Сагалган у нас в Республике Бурятия. Так. И какой важный для науки труд опубликовал Даржибанзаров, проживая в Сибири в 1851 году. Пожалуйста. Анна Тютрина была первая. Говоряне. Угу. Так, меня слышно? Да. Слышно, Анна. Так, как же пайдзе или металлические дощечки с повелениями монгольских ханов? Вроде так оно называлось. Так, кто еще поможет? Угу. Так, Адиса там, говорит, рука. Угу. Можно добавить? Добавляй. Угу. Чингисов камень называется. Вот вы про это, да, Чингисов камень? Да. Это исследование называется под названием «Объяснение монгольской нации на памятнике князю Исунке, племяннику Чингисхану». Он был дописан в 1901 году. Банзаров посвятил многочисленным интерпретациям подпись, оставленной на так называемом Чингисовом камне. Вот это ответила Ева, да? Да. Про Чингисов камень Ева сказала. Так, дальше у нас с вами. Какое событие, прошедшее в Петербурге в судьбе Банзарова, стало подтверждением его успехов, достигнутых на научном поприще? Подтверждением его успехов на научном поприще. Так? Угу. Нету вариантов ответа. Подождите. В интернете копаетесь? Эх вы. Можно предположить, может быть, он был избран членом-корреспондентом Российского географического общества? Императорского русского археологического общества, не географического. Да? Русского археологического общества, видите? Угу. Так, чем занимался Даржибанзаров в Санкт-Петербурге? Так, нет вариантов. Он работал в Азиатском музее в Санкт-Петербурге, опубликовал вот то, о чем сказали, перепутав, что он в Иркутске, вот именно про пайсце опубликовал он статью «Металлические дощечки с повелением монгольских ханов». Да? Тут маленько перепутали вы. Так, следующий вопрос. На какую должность был определен Даржибанзаров после окончания университета? Хотя сам ректор Казанского университета просил, чтобы его оставили заниматься наукой. Ну, так это было сословие были. Так, пожалуйста. Анна Тютрина. Он, сейчас скажу. Вот ищите все в интернете. Ладно, подсказываем вам. Анатолий Малыгин. Все, я выставила правильный ответ. Чиновник особых поручений при губернаторе Восточной Сибири. Чин коллежского секретаря. То есть, учитывая то, что он хотел заниматься наукой, а его отправили на такую достаточно скромную, как сказать-то, ну, чиновническую должность. Что входил в круг обязанностей Даржибанзарова? Адиса, что? Адиса поднял руку. У Адисы постоянно горит рука. А я не знаю, я не могу никак сделать ничего. Анатолий, вот давайте Анатолий. Можно мне, пожалуйста, ответить? Документооборот. Документооборот. Еще варианты? Можно, пожалуйста, занимался расследованием дел? Так, расследованием дел. Еще какие варианты? И привлекал их к ответственности. Да, Банзаров занимался расследованием дел, связанных с махинациями, наемов, лам, чиновников, и привлекал их к ответственности. То есть у него была такая большая, как сказать, юридическая направленность, да, правовая направленность деятельности. Так? В каком городе находится табличка? Кому балл засчитается? А? Кому балл засчитается?
в каком? Кто последний выступал, сказал про это? Это Одиссе, видимо. Угу. В каком городе находится эта табличка? Верхний Читой. В городе находится эта табличка. Город. Ну, может даже догадаться. Вариант ответа? В Казани? Так, неправильно. Санкт-Петербург. В Иркутске. В Иркутске. В Иркутске. Он же в Иркутск был направлен на работу чиновником. Ага, интернет молчит, и вы молчите, да? Известно, что Банзаров не прекращал занятия наукой, но наиболее значимое научное открытие и произведение, уже находясь в Иркутске. Пожалуйста. Кто? Можно ответить? Так, у нас 3 претендента, да? Ева, Одисса и Аня. Так, пожалуйста. Ева первая была, первая Ева. Ева, отвечай. Так, он открыл месторождение Чингисхана в пределах России, в Иркутске. Также он справлял географические карты. У него была поездка в Тункинский район для исследования происхождения сайотов и тувинцев. Также он перевел вот это вот открытие произведения, он перевел с монгольского языка путешествие Заяхамбы в Тибет. И вроде бы все. Так, дополнение есть? Показываю правильный ответ, да? Он очень сильно работал с географическими картами, правильно отмечено то, что он Тункинский край изучал сайотов, тувинцев, открыл месторождение Чингисхана в пределах России, перевел с монгольского путешествия Заяхамбы в Тибет. Молодцы. Был ли Доржи Банзаров знаком с декабристами? Как вы думаете? Да. Так? Да, наверное. Был знаком, да? Назовите художника, автора картины. Рерих, как вариант. Роман Сергеевич Мордыгеев, 1926 год, известный бурятский художник. Да? Композитор, автор эпической поэмы Доржи Банзаров. Бауи Импилов, известный наш композитор, да, который создал несколько опер. Да? Угу. Так, художественный фильм, где из кадра покажет встречу Банзарова с декабристами в Селенгинске. «Нет чужой земли». Ну, вы, наверное, этот фильм не видели, наверное, да? Автор стихов песни о Доржи Банзарове. Пожалуйста, кого вы можете назвать? Так, пожалуйста, кто понял? Аня? Ну, вот Анатолий. Анатолий. Так. Еще варианты? Песня Доржи Банзарове написана Шаймарданом Дандаковым. Есть стихотворение Бородина о Доржи Банзарове. И большая трилогия, вернее, дилогия, то есть 2 романа «Доржи сын Банзары», «Вдали от родных степей». Это известный бурятский писатель Цидин Дамбаев. Да? И Николай Дамдинов написал пьесу «Доржи Банзары» и поэму «Песня о Доржи Банзаре», которую потом перевели на музыку. Да? Так, спасибо большое участникам викторины. Кто у нас там победители, Светлана Александровна? Ну, больше всех у нас отвечала это Теслева Ева, да? А так, конечно, второй результат вот Тютрина Анна, Батуева Одисса. Ну и можно выделить вот активный участник Анатолий Малыгин. Так, 4 человека. Сейчас мы определим, как будете вы получать призы, потому что мы же все-таки в дистанции находимся, и как это все будет происходить. Поэтому вот 4 человека, которые пришли, Светлана Александровна, Ева, Одисса, Аня и... Как Малыгин зовут? Анатолий. Анатолий. Вам будут вручены книги от исторического факультета и рекомендации для поступления в исторический факультет, ну, которые, в общем-то, может быть, иметь какое-то значение, но самое главное, что вы все-таки прочитали, познакомились с биографией Доржи Банзарова. Спасибо вам большое. Так, ну, продолжаем. Спасибо. Теперь. Да, где у нас фанфары? Угу. Так, сейчас 5 секунд. Не слышно, Света. Угу. Громко. Угу.
Молодцы, еще фанфары есть. Так, ну двигайся тогда, слайды. Слайды у вас, Светлана Александровна? Да. Так, секция «История краеведения». 3 место. Батуева Адиса Жаргаловна. С работы Мира Гвандаржиева в конце 19-20 века. Научный руководитель Банзаракшева Церкма Жамбаловна. Все участники конференции получат свидетельство участника в электронном формате. По вашим адресам будут отправлены. А грамоты и награды мы вручим все-таки в очном формате, как сказать, в бумажном варианте, чтобы они у вас хранились, да? Все 1, 2, 3 места и награды научным руководителям, которые подготовили лауреатов. И вы же попадаете в список, который мы вот при вас я передаю. Где список мне лежал? Список при вас передаю Зое Александровне, на основании которого она будет с вами связываться и приглашать вас на сессии. И вы тоже можете на образовательные программы Центра Асториум. Сертификаты такие мы тоже вам подготовим, и тоже вы получите. Но я так думаю, мы сейчас давайте договоримся, что в течение недели, вот Сагалом начнется, там маленько будет некогда, у нас сейчас пока отпуск у преподавателей, 7 февраля мы выходим во 2-й семестр, и после, ну, до 14, тем более у нас карантин ковидный, да, поэтому после 14 февраля, коллеги, вы можете приехать, отправить каких-то своих друзей, знакомых, чтобы получили за вас, получается, что получает, кто получает 3 место. Вы получаете награду, грамоту за 3 место, получаете сертификат для участия в Асториуме и рекомендацию для поездки в Москву на конференцию «Национальное достояние России». Поэтому Батуева Адиса Жаргаловна, 8 класс, высшая школа, и Галсанова Инна Заректуевна, 9 класс, Маорликская школа, и научный руководитель Ташак Василий Иванович, и Немаева Салма Алексеевна. Поздравляем! Спасибо. Так, дальше. Спасибо большое. Второе место секции истории краеведения. Хертухеев Петр Михайлович, 11 класс, 46-я школа. Используя метод машинного обучения, научный руководитель Мазур Татьяна Геннадьевна и Сергеева Юлия Викторовна, поздравляем. И Бакшаханова Сыгма Алексеевна, 10 класс, Орликская СОЖ, Акинский район, морфологический анализ каменных наконечных стрел Акинского района, научный руководитель Ташак Василий Иванович и Немаева Салма Алексеевна. Поздравляем. Значит, вы получаете тоже свидетельство участника, грамоту за 2 место, грамоту учителям, руководителям и сертификат на участие в программах Асториум. А я что говорю? Асториум, да? Сертификат на программу Асториум. И первое место... место... Второе вернуть, извините. 2 место верните, пожалуйста. Да, да. Скрин хочу сделать. Спасибо большое. Умоляю. Скрин сделала? Да, 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 спасибо. Угу. Так, 3 место и 1 место в секции истории краеведения. Тут должны быть фанфары звучать, но мы не смогли их подготовить. Халбаев Петр Степанович, 9 класс. Школа Кяхтинская, номер 3, Кяхтинский район. История Трескосавского Николаевского детского приюта. Вот я могу сказать, что я случайно зашла во время этого доклада, и у них уникальные исторические документы. Поэтому Циденжапова Жигзыма Викторовна, поздравляем вас и желаем вам дальнейших творческих успехов и победы на всероссийском туре «Национальное достояние России». Ура! Петр Степанович тоже получает, о чем предыдущие говорили, и рекомендации в Москву. Так, кстати говоря, я совсем забыла, друзья мои. Вчера Министерство образования и науки Республики Бурятия в лице Байрмы Сергеевны Гергеновой, кандидата исторических наук, выпускника исторического факультета БГУ, выделила 5 сертификатов по 300 рублей полином. Вот поэтому все те, кто 5 как раз вас человек, Халбаев Петр Степанович, где там список-то у меня? Угу. Халбаев, ну нет, по-другому так. Сейчас. Угу. Не. Халбаев Петр Степанович, ага. Батуева Адиса Жаргаловна, Галсанова Инна Заректуевна, Хертухеев Петр Михайлович, Бакшаханова Сыгма Алексеевна и
Петр Степанович, вот, смотрите, 5 сертификатов, мы вложим в ваши документы, вы еще дополнительно получаете 300 рублей на приобретение книг, канцтоваров в издательстве «Полином». Так, Спасибо. Все. Поэтому это мы первой секции закончили. Приступаем ко второй секции. Угу. Вторая секция. Сложаю в этот пакетик обратно. Вторая секция. Это... Третье место. Дорижапов Митып Владимирович. 8 класс. Коринская СОЖ номер 2. История создания мемориального комплекса «Города-герои, города воинской славы». Научный руководитель Бадарханова Лидия Индоновна. Лидия Индоновна хотела перейти в другую секцию. Угу. И третье место. Лобанкова Софья Борисовна. Богдаринская СОЖ, Баунтовский район. Сувениры Баунта. Научный руководитель Тульнева Светлана Витальевна. Угу. Так. Сделали скриншоты? Поздравили? Угу. Второе место в секции культурологии и религиоведения. Сиденов Даржи Жаргалович. 11 класс МБОУ, Кяхтинская СОЖ номер 3, Кяхтинский район, Ташуро-Берег, научный руководитель Лупсанова Аюна Николаевна. И второе место Цыбденов Чингис Владимирович. 11 класс МБОУ, Кяхтинского, верни назад, МБОУ Кяхтинская СОЖ номер 3, Кяхтинский район, Субурган на алтаре символизирует Санху, научный руководитель Чимбеева Должима Бимбаевна. Поздравляем! Спасибо. И первое место в секции культурологии и религиоведения Румянцев Данила Михайлович, 9 класс, МАУ СОЖ номер 3 города Красноярска, материальная духовная культура коренных народов Севера, научный руководитель Абрамова и Дикий Виталий Витальевич. Елена Михайловна, ваш Румянцев Данила Михайлович не может получить направление в Сирию, направление в Асториум, потому что наш Асториум обеспечивает только школьников с Бурятии. Поэтому Данила Михайлович получает грамоту, получает, ну, в принципе, мы можем переговорить с, что там происходит, переговорить с таким же Асториумом, таким же центром, который находится в Красноярском крае, и дать ему рекомендацию. Но в Москву он будет рекомендовать. Поэтому, Елена Михайловна, мы это сейчас обсудим. Спасибо большое. В Москву он поедет, Данила. Ну-ка, покажись, Данила. Моим покажись. Данила, покажись. Ты где? Так. Ну, поздравляем. Да, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем тебя на национальное достояние России. Что надо в город Москва. И подумаем, как можем тебе помочь в этом отношении. Поздравляем. Спасибо. Виталию Витальевичу пламенный привет. От Марины Геннадьевны скажи. Так. Да. Следующая Он секция. еще не знает. Он еще не знает, Марина Геннадьевна. Следующая секция. Социология. Третье место. Матвеева Арина, 9 класс. МАУ Саганурская СОЖ, Мухашибирский район. Повлияла ли пандемия COVID-19 на уровень общения учащихся 9 класса с родственниками, друзьями, педагогами? Научный руководитель Калинина Светлана Ивановна. Очень актуальная тема и хорошо проведено исследование. Третье место. Тиванюк Анастасия Алексеевна, 8 класс, МБОУ Баргузинская СОЖ имени Шелковникова, Баргузинского района. Увлечение учащихся нашей школы, сравнительный анализ хобби моих сверстников и учеников 11-классников. Научный руководитель Петрова Анна Леонидовна. Анна Леонидовна, поздравляю. Второе место в этой секции социология и право. Агибалов Никита Сергеевич, 9 класс, Богдаринская СОЖ. Межнациональные отношения в современном обществе на примере Баунтовского района Республики Бурятия. Научный руководитель Михайлов Владимир Андреевич. Хорошая тема. И второе место. Зимерова Ирина Леонидовна, 10 класс, Саганурская школа, подростковая преступность, пути преодоления на материалах Мухашибирского района, научный руководитель Худяева Олеся Алексеевна. Олеся Алексеевна, поздравляем. Так. И первое место в секции обществознания, социологии, права Теслева Ева Алексеевна, 11 класс, представление старшеклассник в Улан-Удэ о Хунну по материалам социологического исследования. Научный руководитель Мазур Татьяна Геннадьевна и Сергеева Юлия Викторовна. Поздравляем Еву и поздравляем научных руководителей. Первое место.
Поэтому, Ева, понимаешь, что вы получили, да? Грамоту, свидетельство участника, грамоту для учителей своих руководителей, научных руководителей и сертификат на участие в программах Центра Асториум. Вот каждый раз меня поправляет, видимо, что-то неправильно говорю. Спасибо. Угу. Так, Светлана Александровна, что у нас там происходит? 5 секунд. Угу. Следующая секция. Так, у нас получается следующая секция. Так, следующая секция, 5-я лингвистика. А, нет. Секция 4, обществознание и экономика. Так, обществознание и экономика. 3-е место. Ой, 3-е место. Угу. Прушинский Игорь, 10 класс, МАУ гимназии номер 3. Проект «Экопоселение села Дулан как место поклонения Усану Лапсону, хранителю Байкала». Научный руководитель Абрамова Елена Михайловна. Поздравляем, Абрамова Елена Михайловна. Спасибо. Так, 3-е место Соломатова Валерия Олеговна, 11 класс, ГБО Богдаринская Венкийская школа-интернат, Баунтовский район, контрольная закупка, доверяй, но проверяй. Научный руководитель Толстова Олеся Викторовна. Поздравляем Валерию Олеговну и Олесю Викторовну. 3-е место экономика. Следующий слайд. 2-е место. Секция обществознания и экономика. Китаев Иван Петрович, 9 класс, СОЖ номер 32. Личная финансовая стратегия для достижения цели. Видим, великим финансистом будешь. Научный руководитель Казазаева Елена Борисовна. Поздравляем Ивана Петровича и Елену Борисовну со 2-м местом. Ура! Спасибо. И 2-е место Ковалев Дмитрий Николаевич, Богдаринская школа, Баунтовский район. Инвестиции как фактор собственного благополучия. Темы-то как звучат? Инвестиции как фактор собственного благополучия. Научный руководитель Тульнева Светлана Витальевна. Поздравляем Дмитрия Николаевича и Светлану Витальевну с достойным присвоением своей работы в секции экономика. 2-е место. И 1-е место, тут фанфары должны звучать. 1-е место Жировова Диана Денисовна. Фамилию правильно говорю, Диана? 11 класс. Курумканская СОЖ номер 1. Бизнес-план курьерской службы. Курумкан Экспресс. Все-таки, видимо, далеко находится, поэтому курьерская служба, наверное, очень актуальна. Научный руководитель Рожеева Горелма Юрьевна. Поэтому поздравляем Диану Денисовну, Горелму Юрьевну с 1-м местом секции обществознания и экономика. Ура! Молодцы, нам тоже понравилось, мы когда слушали. Замечательно. Угу. Так, следующая секция 5. О, у тебя сейчас... 5-я секция лингвистика. Алексеева Елена Александровна заняла 3-е место с докладом «Сравнительный анализ владения диалектной лексикой людьми разных возрастных групп, проживающими в поселке из Баргузина, Республики Бурятия». Научный руководитель Петрова Анна Леонидовна. Ура! Анна Леонидовна, поздравляем вас с достойным выступлением Алексеева Елены Александровны. 11 класс. 3-е место получает за свою работу Гудациренова Аяна Александровна, 9 класс, Кяхтинская СОЖ номер 3, Кяхтинский район, телескопизмы в языке как индикатор развития общества. Научный руководитель Дашеева Лариса Львовна. Поздравляем Ларису Львовну и Аяну Александровну. 2-е место в секции лингвистика. Все-таки фанфары звучат у нас. 2-е место в секции лингвистика. Чемитова Валерия Александровна. Лицей-интернат номер 61. Этимологический анализ и семантическая характеристика топонимов Байкальского региона. Научный руководитель Громошапова Лариса Алексеевна. Поздравляем Ларису Алексеевну и Чемиту Валерию Александровну со 2-м местом с достойным представлением в секции лингвистика. И 2-е место Алиев Иса Бахадурович, 10 класс СОЖ номер 2, трудности перевода. Научный руководитель Киселева Оксана Сергеевна. Кстати, Киселева Оксана Сергеевна, это Пифтаран, у нее была фамилия, это была та первая учительница, которая вывозила школьников на нашу конференцию НДР в Москву в 2008 году. Оксана Сергеевна, поздравляем. И 1-е место в
секции лингвистики. Оксана, вы здесь, да? Угу. Я здесь, Марина Геннадьевна, спасибо большое. К сожалению, камеру включить не могу, болею сама. Спасибо за замечательный конкурс, за замечательную организацию. И я очень надеюсь, что ребята, у которых есть возможность оказаться в Москве, достойно представят нашу республику, привезут призовые места, и очень хочется, чтобы это прошло в очном режиме. Спасибо большое. Всех поздравляю, победителей. Молодцы. Спасибо, Оксана Сергеевна. С 2008 года вы с нами. Алиев Иса Бахадурович, Оксана Сергеевна, поздравляем. И первое место в секции лингвистика Филиппова Елизавета Юрьевна, 11 класс Акино-Ключевской школы Бичурского района Агеокомониума Республики Бурятия. Научный руководитель Карабинкова Наталья Константиновна. Поздравляем Елизавету Юрьевну и Наталью Константиновну. Вы здесь? Спасибо, да. Переходим в следующую секцию 6. Литературоведение. Третье место. Генденова Анжелика Эрденеевна. 10 класс. Хоринская СОЖ номер 1 имени Жанаева. Хоринский район. Работа концепции человека и природа в лирике Дамбы-Зодбича Сараева. Научный руководитель Генденова Любовь Юрьевна. Поздравляем. Спасибо. И третье место. Херсун Данила Владимирович. 7 класс. МБО Тугнуйская СОЖ Мухрашбирского района. Роль эмоционально-оценочной лексики в художественном тексте на примере произведения цикла «Крохотки». Вот моя неграмотность. Солженицына, научный руководитель Чемидаржиева Марина Заятовна. Вот это произведение я не читала, надо посмотреть. Угу. Херсун Данила Владимирович, поздравляю. И Марина Заятовна, вы молодцы. Секция 6 литературоведения, 2 место. За свою работу получает Ламажапова Сарюна Дашиевна, 10 класс, Курумканская СОЖ номер 1, Курумканский район, своеобразие хронотопа в романе Чингиса Айтматова «И дольше века длится день», научный руководитель Буралова Зинаида Гунзеновна. Очень замечательное произведение, большая работа. Поздравляем Сарюну Дашиевну и Зинаиду Гунзеновну. И 2 место получает Санжеев Эрдем Викторович, Кяхтинская СОЖ номер 3, город Кяхта. Внутренняя речь как одна из языковых особенностей художественного стиля на материалах рассказов Татьяны Толстой. Научный руководитель Зимерева Татьяна Иннокентьевна. Поздравляем Эрдема Викторовича и Наталью Иннокентьевну. Спасибо большое. И в секции 6 литературоведения 1 место никому не дали. Сказали, никто не достоин. Секция номер 6 литературоведения. Секция номер 7 медицина. Так, 3 место. Циденова Сарюна Баировна. 10 класс. Районный центр образования Курумканский район. Сера как способ укрепления зубов. Научный руководитель Роднаева Елена Добаевна. И 3 место за свою работу получает Цыдыпылова Церегма Евгеньевна. 11 класс. МБОУ Кяхтинская СОЖ номер 3 Кяхтинского района. Йододефицит, эндемическое заболевание. Научный руководитель Бадмаева Сасыгма Александровна. Извините, пожалуйста, а можно вернуть на секцию номер 6 2 места, где объявляли? А где вы? Верните, пожалуйста, Светлана Александровна. Секция номер 6. Светлана Александровна, верните секцию номер 6. 2 место Ламажапова Сарюна Дашиевна и Санжеев Эрдем Викторович. Курумканский район и Кяхтинский район. Фотографии делаешь? Можно двигаться дальше, Сарюна? Да, спасибо. Угу. Так, секция медицины, 3 место Цыденова Сарюна и Цыдыпылова Церегма. Поздравляем ваших руководителей Елену Добаевну и Сыгму Александровну. 2 место Гусева Анна Евгеньевна. Центр образования Мухачбирского района. Универсальная медицинская шина, научный руководитель Степанов Беликто Жаргалович. И поздравляем Хилаеву СССР, Центр образования Мухачбирского района, Комфорт Маска, тоже руководитель Степанов Беликто Жаргалович. Поздравляем с двойной победой Степана Беликто Жаргаловича. Видимо, очень интересная практикоориентированная работа. Поздравляем. Спасибо. Угу. И 1 место в секции медицине Дьяков Кирилл Иванович, 10 класс,
Турунтаевская районная гимназия, Прибайкальский район, определение влияния ультрафиолетового излучения на мезенхимиальные стволовые клетки человека в экспериментах инвитро. Научный руководитель Воротникова Ольга Алексеевна. Поздравляем Кирилла Ивановича и Ольгу Алексеевну. Вам-то как раз секция медицины на программах Центра Асториум будет очень интересно и очень познавательно, поэтому я вас поздравляю, что вы получили возможность побывать в этих программах бесплатно. Участвуйте в конференциях БГУ. Секция 8 биология, 3 место. Это наши, это Центр Дом научной коллаборации. А как, смотри, 3 человека, ничего, нормально? Нормально. Так, 3 место. Капустина Анастасия Эдуардовна, 10 класс. Нарзонов Алдар Албекович, 10 класс. И Цыдыпова Янжима Жаргаловна, 10 класс. Это наши участники Дома научной коллаборации и руководители Цыбденова Ирина Бурбадаржиевна и Капустина Юлия Алексеевна. Вас поздравляем с 3 местом. Спасибо за участие. Ура! И 3 место в секции биологии Кудряшова Дарья Игоревна, Турунтаевская районная гимназия, Прибайкальский район, изучение распространения инвазивного вида ячменя гривастого в селе Турунтаево, Прибайкальского района, научный руководитель Воротникова Ольга Алексеевна. Поздравляем научных руководителей Ольгу Алексеевну, Арину Бурбадаржиевну, Юлию Алексеевну и их учеников Настю, Алдара, Янжиму и Дашу. Поздравляем. Большое спасибо. Секция номер 8 биология, 2 место. Тагмидон Янжима Борисовна, 10 класс. Дом научной коллаборации имени Мархоз Петровича Хабаева БГУ. Исследование многохвосток в горшках с комнатными растениями. Научный руководитель Гулгенова Аюна Байскалановна. И 2 место. Федоров Николай Владимирович, 11 класс, лицей 27. К экологии некрофагов в сосновом лесу, поселок Восточный Улан-Удэ. Научный руководитель Доржиева Аюна Дембрыловна. Поздравляем. Руководителей Аюну Басхалановну и Аюну Дембрыловну, их учеников Дагмидона Инжиму и Федорова Николая. И секция биологии 1 место Тютрина Анна Алексеевна, СОЖ номер 9, город Улан-Удэ, исследование влияния загрязнений воздуха на содержание биологически активных веществ хвои сосны обыкновенной, произрастающей на территории Улан-Удэ. Научный руководитель Шеретова Валентина Германовна. Поздравляю! Аня у нас сегодня активная была участница, поэтому вам тоже секция биологии будет интересна на программах Центра Асториум. Секция 9. География, химия, экология. Большое спасибо. 3 место. Жарникова Анастасия Григорьевна, Кяхтинская, СОЖ номер 4, Кяхтинский район, спасение и восстановление реки Кяхтинки. Научный руководитель Доржиева Аюна Цирендандоковна. И 3 место Петрова Анна Алексеевна, 8 класс, МАУ гимназия номер 33, город Улан-Удэ, землетрясение 2020 года на озере Байкал, случайность или закономерность. Научный руководитель Абрамова Елена Михайловна. Поздравляем Елену Михайловну и Аюну Цирендандоковну с их успешным выступлением учеников Жарникова Анастасии и Петрова Анны. Ура! 2 место в этой секции, 9. Давыдова Анна Анатольевна, 10 класс, кижингинцы санных туристов, растительный животный мир кижингинского заказника, научный руководитель Датпилов Ешиш Равзан Зундуевич. Поздравляем. Спасибо. Аню и Ешиш Равзан Зундуевича. И 1 место в секции география, химия, экология. Бакуш Екатерина, 11 класс, Казакова Анастасия, 11 класс, Папчихян Анна Артуровна, 11 класс, Собашников Дмитрий, 11 класс. Это ученики Центра Дома научной коллаборации имени Мархоз Петровича Хабаевича. Определение ну, в общем, я не прошепчу, цитотоксичности перспективных для регенеративной медицины полимеров, научный руководитель Цыбденова Ирина Бурбадаржиевна, Капустина Юлия Алексеевна и Воротникова Ольга Алексеевна. Поздравляем! Вам тоже будет интересно на программах
Центр Асториум. Секция 10. Математика, информационные технологии и физика. 3 место. Балсанова Арина Павловна, Кяхтинская школа номер 3. Решение задач с помощью теорем Чевы, Ван Обеля и Минилая. Научный руководитель Немаева Людмила Бимбаевна. И Пихутов Артем, правильно фамилия? МБО, доцент по образованию Шибирский район, робот-дезинфектор, научный руководитель Степанов Беликто Жаргалович. Поздравляем Людмилу Бимбаевну и Беликто Жаргаловича. С успехом их учеников Балсановой Арюны и Пихутова Артема. 2 место. Малыгин Анатолий Вадимович, сегодня тоже звездил, да? Моготинская школа Курумканского района «Энергия будущего», научный руководитель Чойнжурова Дулмажап Галдановна. И 2 место у Рюмина Ивана, Мухшибирский район, виртуальные лабораторные работы по физике, научный руководитель Степанов Беликто Жаргалович. Ну, Беликто Жаргалович нынче вообще много получил призовых мест. Поздравляем руководителей Дулмажап Галдановну и Беликто Жаргаловича и школьников Малыгина Анатолия и Рюмина Ивана. Вам тоже будет интересно на платформе, на программах Асториум. Секция номер 10, 1 место Климов Семен Андреевич, 10 класс МАУ лицей номер 27, город Улан-Удэ, виртуальный баян в программе Делфи-7, научный руководитель Романова Наталья Геннадьевна. Поздравляем, Наталья Геннадьевна. Спасибо большое. И поздравляем Семена Климова. Наталья Геннадьевна, вы что, переехали в Улан-Удэ? Да, теперь я в 27-м лицее. О, ну я так чувствую, что поздравляем вас и поздравляем школу с приобретением такого учителя. Я думаю, вам будет очень интересно на платформах и программах Асториума. Центра Асториум. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Геннадьевна. Секция 11 «Психология». 3 место. Волосатова Таисия Алексеевна. Селендумская школа, Селенгинский район. Эмоциональный настрой учащихся при подготовке к государственным экзаменам. Научный руководитель Васильева Галина Николаевна. Так что можете к Татьяне обращаться, к Таисии обращаться. 3 место. Игнашкеева Валентина Андреевна. Богдаринская институтская школа-интернат, Баунтовский район. Умный календарь «Прокачай свой мозг». Научный руководитель Толстова Олеся Викторовна. Поздравляем Олесю Викторовну и Галину Николаевну с достойным выступлением учащихся Волосатовой Таисии и Игнашкеевой Валентины. 2 место. Михайлин Никита Евгеньевич, 11 класс, школа-интернат номер 23 ОРЖД, город Слюдянка, Иркутская область. Выраженный страх о публичных выступлениях у старшеклассников, пути их преодоления. Научный руководитель Фантьева Марина Александровна. И Церинжапова Дежит Алдаровна, 9 класс, школа номер 57, город Улан-Удэ. Особенности проявления личностной и ситуативной тревожности у подростков в условиях пандемии. Научный руководитель Темникова Марина Александровна. Поздравляем Марину Александровну Фантьеву, Марину Александровну Темникову, у нас как одинаково не звучат фамилии, имена, за достойную победу Никиты и Дежит. Поздравляем. Кстати, про Слюдянку мы тоже не можем вам дать сертификаты в Асторию, но мы постараемся связаться с Иркутским, таким же центром, и, да, Прометей у них называется, и дать рекомендации для участия в Иркутской области. Это мы работу еще проведем. Поэтому, Никита, вы не получите направление, но направление в тот центр мы постараемся вам организовать. Угу. Так, секция номер 11, психология, 1 место. Котовщиков Данил Сергеевич, 11 класс, школа-интернат номер 23 ОРЖД, город Слюдянка, Иркутская область, исследование эмоционального интеллекта старшеклассников, научный руководитель Лифантьева Марина Александровна. Поздравляем Марину Александровну и Данила Сергеевича с 1 местом в секции психологии. Таким образом, еще раз повторяем, для победителей конкурса НДР в 2020 году приз участие в тематической смене центра Асториум. Зоя Александровна здесь, и она нам это подтверждает. Так, и все, кого мы назвали, 1, 2, 3 места, все коллеги, вы рекомендованы для участия в московском туре «Национальное достояние России» в Москве.
Также рекомендовано для участия. Следующие товарищи, вы получите свидетельством, получите рекомендации. Это в секции общесознания экономики Церемпилов Баир Бадмаевич, Самбилов Самбацерин Евгеньевич, Курумканская СОЖ номер 1, Курумканский район, тема интернет-магазин, научный руководитель Доржиева Гарлма Юрьевна. Секции номер 5 рекомендованы Винокурова Анна Ивановна, Заиграевская район Шпалзаводская школа, языковые средства, выразительности и их роль в раскрытии художественных образов Мендеру Серовой. И руководитель Винокурова Наталья Александровна. И секция номер 8 биология рекомендован Михальчик Владимир Сергеевич с темой сравнительной характеристики морфологических особенностей популяции карася в озерах Селкшен и Алтерик, научный руководитель Сахманов Александр Укинович. Те, кто рекомендован для участия, значит, вам необходимо связаться с экспертами и секций и довести работу до логического завершения. То есть тема интересная, есть изюминка, но есть детали, которые надо довести, чтобы принять участие и выступить достойно в Москве. Часто у нас так бывало, что места у нас не занимали, но с экспертами дорабатывали, и в Москве очень достойно представляли работы и получали первые, вторые, третьи места и кресты за исследовательскую работу. Так, это все? Рекомендовано для участия все? Так, подожди, пока верни назад рекомендовано. Угу. Так, теперь давайте обсудим, значит, что у нас тем, кто рекомендован для участия в Москве. На этот раз, я же только распечатала, на этот раз конференция «Национальное достояние России» будет проходить не в Непетцино, а будет проходить в Центре креативной индустрии, бизнес-школе, это на станции метро Курская. Значит, все те, кто рекомендованы, вот оргвзнос для участия в Москве, национальное достояние России, он составляет 9800. Но она будет проходить не так, получается, с 15 по 16 марта есть, и с 17 по 18 марта есть. Я думаю, мы возьмем, если выезжать всей группой, то 17-18 марта, да? И все, вы должны, получается, до 7 февраля дать нам согласие, что вы едете или не едете, написать на исследователь 03, есть у вас этот адрес, что вы так и пишите в письме, что вы рекомендованы для поездки в Москву, и вы хотите участвовать в этом мероприятии, и мы вам всю подробную инструкцию отправим по электронной почте, потому что там немножко изменились реквизиты, немножко изменилось место, где будет проходить, и как это будет проходить. В прошлом году у нас ребята выезжали самостоятельно, потому что Роспотребнадзор запретил выезды, групповые выезды из Улан-Удэ в связи с пандемией. Поэтому как это будет сейчас происходить, мы пока не знаем, но если у нас не будет возможности вывести вас группой, поэтому вы можете индивидуально, мы вам все инструкции дадим, вы индивидуально можете принять участие в конференции «Национальное достояние России». Это будет, наверное, так лучше, потому что то есть мы вам рекомендацию даем, а участвуйте там уже от Республики Бурятия. Поэтому вот такие моменты чисто организационные для тех, кто выезжает в Москву. Для тех, кто выезжает, кто будет участвовать в Асториуме, сейчас скажет Зоя Александровна, что для этого необходимо. Не, вот я буду держать. Мы свяжемся со всеми призерами и победителями, потому что есть здесь нюансы, связанные с тем, что поскольку программы у нас идут в основном естественно-научного цикла, и что нам, на какие программы мы будем приглашать ребят, которые принимали участие здесь по гуманитарным направлениям, мы будем в индивидуальном порядке с каждым ребенком разговаривать. И выйдем на каждого индивидуально. По тем контактам, которые вы указали при регистрации. Понятно, да? У кого какие вопросы есть, коллеги? То есть мы список с адресами вашими мы отдали, сертификаты мы разошлем на электронную почту, сертификаты участника и сертификаты на Асториум, они будут в электронном формате.
Но, в принципе, мы можем и первые, вторые, третьи места тоже в электронном формате разослать, чтобы вам не ездить взад-вперед. Да? Но за карточками, да, электронные можем разослать. Но за карточками и за книгами, ну, надо будет, видимо, кого-нибудь отправить. Какие вопросы есть, коллеги? А можно еще раз пролистать список рекомендованных? Мы тут пока обнимались, прыгали и все пропустили. Так, секция обществознания. Рекомендованы все те, кто первое, второе, третье место заняли. Они уже автоматически рекомендованы. И получат рекомендации в письменном виде по электронной почте. А дополнительно рекомендованы из 3 секций только. В обществознании Церемпилов, Баин и Самбилов, Самбацерен, в секции лингвистика Винокурова Аня и в секции биологии Михальчик Владимир. Спасибо. Угу. Так, что еще? Какие вопросы? Такой вопрос по конкурсу в Москве. Куда писать нужно? Я написала в чате исследователь 03 @mail.ru. Это наш адрес конференции. И как это? Туда вы пишете про, что вы согласны или не согласны. Потому что, чтобы мы могли вам всю инструкцию вам дать, потому что не у всех получается выехать за, ну, это же тоже деньги, да? Угу. Так, сейчас я посмотрю чат у нас, потому что надо же мне списать, кто учителя принимали участие. Так, вот у нас идет, еще раз повторяю, на всем участникам. Так, кто скачал презентацию Владимира Александровича? Так, здесь еще у нас... Угу, так, подождите, я сейчас прочитаю. Маленько запуталась. Так. Угу. Марина Геннадьевна, а ногами подходить к вам после какого числа вы говорили? Ой, давайте после 14-го, когда эта пандемия-то закончится. Городские могут прийти. Угу. Хорошо. После 14 февраля мы все аккуратненько подготовим, везде все подпишем и сделаем. А электронные варианты мы на следующей неделе уже будем рассылать. Хорошо? Так, если кому нужно подробно, пишите в личку. Так, учителей сейчас мы срисуем, кто принимал участие. Так, да? Ага, кто принимал участие, мы вам выпишем свидетельство участия. Вот исследователь 03 Mail.ru, адрес указан здесь, 1232 я отметила. Да? Так, угу. Ура! Папачхан Анна, фамилия буква А пропущена, извините. Все. Светлана Александровна, Папахчан, напиши правильно фамилию. Юлия Сергеева пишет: ура, поздравляем всех с победой, интересные темы, достойные награды за труды. Извините, в 6 секции есть путевки? Я еще раз повторяю для Тугнуйской школы, в Асториум мы попросили путевки за 1, 2 и 3 место. То есть в каждой секции 1, 2, 3 место. Просто иногда могут программы не совпасть с вашими научными интересами, которые были в НДР, но все равно будут вестись переговоры. И я лично вам обещаю, что во второй половине, в марте где-то, мы организуем нашу гуманитарную секцию. Это будет то, что как раз связано с краеведением, с гуманитарными науками. И такую секцию мы организуем, и вы, может, тоже, вы первые, кто будете принимать в ней участие. Да, так, это я ответила на вопрос. Спасибо. Тугнуйская школа про рекомендации высокий уровень, 6 секции есть или нет? 6 секция, это что за секция у нас была? Это литература, видимо, была, да, секция 6. Угу. Да, во всех секциях мы рекомендовали 1, 2, 3 места. Угу. Петрова Анна 9 класс, а не 8. Секция номер 9. Исправим, спасибо. Марину Александровну Лифантьеву и другую Марину Александровну поздравляют. Участие в Асториум, как победители, 2, 3 места участвуют. Еще раз повторяю, в Асториум принимают участие 1, 2, 3 места. Еще раз пролистайте, кто рекомендован, пролистали. Добрый день, как можно связаться с экспертом секции номер 5. Номер 5. Это кто у нас номер 5 секции были? Сейчас посмотрим. Так, Анна Винокурова, я вам отвечаю. Секция номер 5. Секция номер 5. Это лингвистика. Так, угу. Вы мне позвоните после конференции. Я пишу свой номер телефона.
8-902-67-93, это мой телефон, да? Вы мне позвоните, пожалуйста, и я вам дам координаты тех товарищей, которые работали в секции номер 5. Это я ответила. Угу. Ага. Это Анна Винокурова. Вы меня услышали? Я вам дам координаты экспертов секции номер 5. Также то же самое в Тугнуйской школе я дам координаты секции номер 6. Арюна Порпударжиевна, всех поздравляю, все большие молодцы. Вы тоже вас поздравляем, у вас хорошие работы были. Пожалуйста, пролистайте рекомендованных еще раз. Большое спасибо экспертам и организаторам за высокую оценку наших работ и интересную конференцию. Вам спасибо. Светлана Валяева пишет: спасибо всем организациям и участникам, будут работать на электронные, да, на те электронные адреса, которые вы прислали к нам в заявках. Поэтому, если что-то не так, пожалуйста, давайте сегодня все отрегулируем. Так, Анна Тюторин, спасибо организаторам и участникам. Да, в электронном варианте можно. Спасибо организаторам успеха участников. Это пишет нам Царикма Жамбаловна. Галина Васильева пишет, что она была удостоверение не курсов, это будет свидетельство участника семинара, да? Всем участникам конференции, Саилма из Орликской школы пишет Сахеев, всем участникам конференции, экспертам выражаем огромную благодарность. С наступающим праздником Белого месяца. Спасибо и вас тоже с наступающим праздником. Светлана пишет: большое спасибо, уважаемая Марина Геннадьевна, за отличную организацию события. Разностороннюю информационную являющуюся всегда стимул дальнейших проектов, программу. Спасибо экспертам. Большая просьба, можно получить личные рекомендации по работе Сирина Александра, первая секция. Спасибо. Хорошо, организуем. Вы мне позвоните, пожалуйста. Ага, Светлана, я вам дам контакты Нолева Евгения Владимировича. Да? Любовь Юрьевна, спасибо за организацию конференции. Поздравляем всех победителей, пишет Светлана, молодцы. Так, это мой номер телефона. Елена Родная, спасибо организаторам за конференцию. Бадмаев, Сасалма, Александр, это учителя. Можете номер еще раз повторить? Проблемы со связью. Номер телефона, елки-палки, еще раз писать, что ли? 89021 61 79 93. Так, так, спасибо за организацию проведения в наше нелегкое ковидное время. С наступающим праздником Белого месяца, пишет Романова. Так, ага, я опять отправила телефон последний раз. Так, все. Какие вопросы, замечания, предложения? Что-то осталось непонятным. Я оставляю свой номер телефона. И наша электронная почта исследователь 03. Что будет потом с поездкой в Москву и участие в программах Асториум? Будем связываться, разговаривать с вами. Поэтому я считаю, что наше мероприятие... Извините, я запутался. Иван Рюмин в Асториум приглашают всех, кто занял 1, 2 и 3 место. И в Москву приглашают всех, кто занял 1, 2 и 3 место. Но ваше право уже принять в этом участие или нет. Поездка в Москву, она стоит оргвзнос только 9 800, не считая дороги. А Асториум, он бесплатный. Но вам тоже надо доехать до Асториума, это из сельской школы, да? В городе Улан-Удэ, Краснофлотская, 2. В городе Улан-Удэ, Краснофлотская, 2 вы заезжаете, живете там, учитесь, потому что там будут занятия и по общеобразовательной программе будет, ну, как в лагерях, вот в Артеке, в Орленке, в Сириусе. И это, я считаю, что очень величайшее достижение нашей республики, что мы такое получили, такой центр получили, оснащенный по последнему слову техники. Поэтому пользуйтесь моментом, пожалуйста, ребята, не отказывайтесь. Поэтому всем вам удачи, здоровья. Вы великие молодцы, что принимаете участие в исследовательской деятельности. Сколько дней в Асториуме? От 10 до 21 дня длится образовательная программа. От 10 до 21 дня длится образовательная программа. Так, еще вопросы? Марина Геннадьевна, можно сказать? Угу. Пожалуйста. Ну, во-первых, я еще раз хочу от всей души поблагодарить лично вас, Марина Геннадьевна, учредителей, всю вашу команду за вот такую четкую, слаженную работу в организации такой дистанционной конференции. Если честно, я вот эти 2 дня с удовольствием просто провела у компьютера. Настолько насыщенно, слаженно и четко было все поставлено, несмотря на всякие нюансы с электричеством, как бы это даже и не мешало. Потому что мы уже все привыкли к таким чрезвычайным ситуациям, и мы видим, что и наши дети, и мы очень спокойно отнеслись к этим, так скажем, ну, каким-то небольшим таким моментам.
Вообще, конечно, здорово, что вы, как ледокол, я не знаю, мне такая ассоциация, как будто ледокол вот идет, пробивает лед и все равно идет. Вы молодец, большая, и ваши все вот девушки, которых мы уже давно знаем, что вам все нипочем, молодцы. Мы вот заряжаемся вашей энергией, несмотря на всякие жизненные трудности, мы все равно всегда с вами. Вам большое спасибо. Я посмотрела, как дети выступали. Вообще это все здорово. В наше время все-таки нельзя опускать руки, надо идти дальше. Дальше, дальше. И действительно, вот эта работа, которую вы делаете, она замечательная. И то, что юбилейный республиканский тур в этом году, я даже не заметила, что он уже 15-й. Да, я помню первые, да, вот эти конференции, когда проводились, действительно растет уровень работ детей и растет уровень работ с районов. Я посмотрела, очень много было с районов, и не так много, честно говоря, было из города. То есть это уже как бы какая-то, видимо, тенденция идет, какая-то новая тенденция, видимо, да? И это замечательно, что у нас районы молодцы, выступают хорошо. Большое вам спасибо. В преддверии праздника Белого месяца желаю вам крепкого здоровья. Такой же стойкости духа, что мы идем за вами, вы впереди. И мы рады, что вы у нас есть. И всем вам удачи, здоровья и дальнейших реализаций ваших планов. Спасибо большое. Ой, спасибо большое, Елена Михайловна, за поддержку, за то, что без вас, без учителей не было бы нашей конференции. Вот здесь пишут, куда нужно подходить за грамотами. Приходите в Смолино 24А, это старый главный корпус БГУ, кабинет 0122. Ну, сейчас я здесь напишу в чате. Просто я совсем забыла, у меня еще есть одно партийное поручение. Дело в том, что вот сейчас в условиях вот этого ковида часть моей команды, нашей команды заковиделась. Поэтому тут у нас маленько есть ситуация. Но мы все равно все вместе, все работаем. И благодаря вот командным усилиям мы смогли вот вчера вот все это отрегулировать, хотя было достаточно сложно. Но сейчас у меня общественное поручение. В рамках 15-летия нашей конференции, и учитывая, что большую роль играют научные руководители, мы выпишем благодарственные письма тем руководителям, которые приготовили большее количество участников. Поэтому первое. Абрамова Елена Михайловна, гимназия номер 33, 4 человека. Лифантьева Марина Александровна, Слюдянка, 4 человека. Петрова Анна Леонидовна, Баргузинская, СОЖ, 3 человека. И Степанов Белик тоже Аргалович, 4 человека. Вот вы получите благодарственные письма за активное участие и подготовку наибольшего количества учеников в рамках 15-летнего тура нашей конференции. А также мы хотим отметить и еще Бадарханова Лидия Индоновна, Хоринская школа, которая тоже подготовила большое количество работ. А также мы хотим выписать благодарственные письма Романовой Наталье Геннадьевне, Галсановой и Федоровне, Толстовой Олесе Юрьевне, Немаевой Салме Алексеевне, забыли мы еще одного товарища, которые принимают активное участие в нашей конференции, и тоже с 15-летием мы их поздравляем. Я сказала, да, Немаева Салма Алексеевна, Жамьянова Ирина Владимировна, Власова Светлана Анатольевна, так, и Дунаев Александр Николаевич. Ой, еще у нас есть один товарищ, который с нами давно сотрудничает. Это... Забыла. Угу. Так, по-моему, никого не забыли. Поэтому вам успехов, коллеги. Все грамоты мы, да, вот Царигма Жамбаловна, тоже вас я назвала, Царигма Жамбаловна, 7-й раз участвует, активный товарищ, и на всех, что мне нравится, присутствует в наших образовательных программах. Поэтому вот, товарищи, кого забыла, пожалуйста, напомните, мы вам выпишем благодарственные письма за активную работу, плодотворное сотрудничество. Вот Романова пишет с 2012 года ежегодно, да, поэтому мы вас всех поздравляем, всем выписываем, я Романову называла, выписываем вам благодарственные письма. Поэтому, коллеги, без вас, руководителей сельских работ,
наши конференции не состоятся. И в заключении нашего, сейчас я напишу Смолина 24А, куда приходить-то? Смолин 24А. Смолин 24А. Так, получается, Смолин 24А. Так, подожди, Смолин 24А. Кабинет 122. Это приходить за призами и благодарственными письмами. И маленькую рекламу. У нас будет чтение Вернадского, тропа Вернадского, и я исследователь для начальной школы. Принимайте, пожалуйста, участие. Мы вам сейчас разошлем тоже информационные письма по вашим адресам. У нас есть руководитель исследовательских работ, конкурс. Ну, тоже можете принимать участие, и мы отправляем в Москву, и они нам выделяют целые медали, такие награды, да. У нас есть конференция для учителей по учебно-исследовательской деятельности, каждый ноябрь она проводится, да. Поэтому приглашаем к участию в наших проектах. Всех вам земных благ, здоровья, удачи в преддверии Сагалгана, чтобы была всегда белый путь, белая дорога. Встречались замечательные люди на вашем пути, и школьникам всегда везло. Спасибо. Национальный тур, 15-й республиканский тур всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи считаю закрытым. Спасибо, ура! Спасибо. Кто-то спрашивает кабинет, пишу кабинет. Спасибо. До свидания. Всем до связи. Поздравляю с наградами, гостями. Ждем ваш новых работ. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.